Hoş geldiniz, hürmetli tыңнаучылар ва караучылар. Бүгүн биздин берилишибизге. Бүгүн биз тарихке байлаулуу бир берилишни өткөрмөккө ойлоштук. Осуялы чакырдык биздин сыйлы алимни бул биздин берилишибизге. Эң башлап мен аңнатайым сизге. Биз бир сааттын ичинде хабар этебиз, лакыр этебиз конак булан. Мен суроолор беремен, конак жаваплар бере. Соң ярым сааттын ичинде сизде болажаксыз. Аллах буйрса, сиздин өзүңүздүн суроолоруңузду бермеге оңгарлык алыңыз. Акырда көп суроолор бермеге де ярай. Конагыбыз hazır. Биле барда шу биздин правилаларыбызны. Аллах буйрса, жавапта бережек барда суроолорго. Эң башлап мен этемен презентацияны орус тилде. Ondan соң башлайбыз лакырны, Аллах буйрса. Юсуп Идрисов является автором более 60 статей и научных работ, в том числе 2 монографий. Одна носит название «Дагестанская интеллигенция в 3 революциях» и «Очерки истории северных кумыков». Является он также и автором 2 книг художественной и публицистической прозы. Одна книга называется «Хазарские холмы» и «Край мира». Также наш сегодняшний гость является членом Союза журналистов Республики Дагестан, автором большого числа очерков о кумыкском краеведении. С 1999 по 2004 годы он учился на историческом факультете Дагестанского государственного университета. С 2004 по 2007 год учился в аспирантуре в том же университете и в ноябре 2007 года защитил диссертацию по теме «Дагестанская интеллигенция в 3 революциях». С ноября 2007 года и по сей день совмещает педагогическую, музейную и журналистическую деятельность. При этом, при всем, наш гость довольно-таки скромен в своих, когда мы его запрашивали о том, что расскажите про свои регалии, он довольно-таки скромен был в высказываниях. Но люди, которые занимаются изучением истории, либо так вот интересуются именно на любительском уровне или на профессиональном уровне историей, все знают Юсупа Идрисова как человека незаурядного, который достаточно глубоко погружен в тематику в истории кумыкского народа, как минимум начиная с 17 века и по современности. Но если я в чем-то не буду прав, он меня поправит, Аллах буйрса. Вот, а мы начинаем. Юсуп агай, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Юсуп агай, бек шатпыз сизин бүгүн көрмөгө, неге түгүлесе алданан биз ойлашкан эдик. Юсуп агайында чакырмага керек эди шу биздин берилишибизге, неге түгүлесе көп проектлерге, көп китапларга, көп макалаларга байлаулуу киши, көп затны жазган, көп пайдалуу ишни этесиз, жүрүтесиз. Мен ону айтмайман мактап деп айтмайман, тек шу акцентни бермеге сүйөмөн бизге тыңдайганларга. Шу тарих деген зат har ким бир моменти бола, har адамны жашауына. Мен кайдан чыкканмын? Мен кимдердир мени ата бабаларым масал үчүн айтайым. Бу интерес бола har zaman. Кайсы жактан чыккан, кайсы жакка келген, нечик болгон, тарихыбыз нечик эди, ким эди биздин ханлар, шаухаллар, ким эди өздөнлөр, низат эди, биз кумуклар кайдан чыкканбыз. O темаланы түрлүү күйдөгө биз көтөргөн эдик. Масал үчүн Бекмурзаев билан, башка тарихчилер билан набирче, бу Ажаматов, Багаутдин билан чыгарган эдик о темаланы. Амма бүгүн биз башка темаларга чыкмага сүйөбүз сизин билан. Эң башлап башламага сүйөбүз. Сиз кайсы юрттан чыккансыз ва кичи заманыңыздагы бир эсигизде зат бармы? Лапта булай эстеликке калган затлар ва сизин атагыз, анагыз бу тарих билан история дей орусча байлаулуу меди? Негер чыкты шулай интересиңиз бу тарихчы болмага, тарих билан байламага жашауңузду? Да.
Терең суаллар сиз бергенсиз. Бир баштап айтып, мен бек сүйенемин сиздин бүгүн сөйлемеге, кырытмеге. Көп интересный сиздин суалларыбыз тигиз. Мен өзүм шаарда өскөнмүн. Şu сәлі булай бек арут. Ген күйде гумуча ма сөйлемеге бираз кыйын. Har gün мен орусча сөйлөймүн, ойлошамын да орусча. Şu сәлі мен кечип койгуз, в основном орусча сөйлөйм. Айып yok, айып yok. Да, и думаю, у этого есть одно преимущество. Кто недостаточно владеет вот кумыкским языком, олар да это бизге кошулажак и что-то для себя почерпнут, и, может быть, даже увлекутся этим вопросом и кумыкским языком в том числе. Я думаю, мы можем затронуть какие-то моменты связи кумыкского языка и истории. Это тоже очень важный момент, особенно топонимика. Это моя страсть в определенной степени. О ней тоже мы отдельно поговорим. Но отвечу на ваш вопрос вначале. Так, Атаяктан мои тамурлары, моим корни, как говорится, из селения Кашура Карабахтинского района. Да, вот оттуда мои корни. Но я там никогда не жил, я вот родился в Махачкале, рос частично в Махачкале, частично в Астраханской области, рядом с братским казахским народом, практически в одном доме жили. Поэтому, кстати, одна из причин, почему я все-таки, хоть даже говорим, что мы с казахами там на чуть ли не одном языке разговариваем, на самом деле мы говорили там все-таки с ними на русском языке зачастую, вот. И вокруг были, и много русских было, и вот я провел детство вне Дагестана. Что еще могу сказать? Потом я жил в Махачкале, вот в центре Махачкалы, на его окраинах, и сейчас проживаю вот в поселке Леникент, в нашем старинном селении Атлыбоюн. Интересовались ли мои родители историей? Ну, в какой-то мере да, но не сказал бы, что это был какой-то научный интерес такой, это был обычный интерес, вот это рассказы о своих предках, это было очень много. Какие-то даже книги оставались от прадедушек, там, родственников и так далее. Но, скажем, это была не научная, конечно, литература. Как обычно, юртлу адамлар, как бывает, вот так. Интерес к истории у меня возник, наверное, из чтения. Все-таки я пришел к нему через художественную литературу, через учебники даже школьные. Ну, в большей степени были такие книги очень интересные. Вот в советское время издавались, в 80-е годы, как рассказы по истории России, рассказы по истории Средневековья. Особенно мне нравились рассказы по истории Средневековья. Они очень были увлекательны. Потом уже в более старших классах я заинтересовался другой такой научно-популярной литературой. Вот как, например, у меня в руках книга немецкого автора «Библейские холмы». Это Эрих Церин. Ее многие вот историки могут сказать, что они пришли в историю, прочитав эту книгу. Я как-то выставлял ее в соцсетях, в Фейсбуке, и многие написали, что да, в детстве они тоже ей увлекались. В этой книге рассказывается о археологических поисках, о находке Трои, как Шлиман нашел Трою, о расшифровке египетских иероглифов. Это сделано, например, Шампальон, шумерских письмен и так далее. Многим это в свое время показало дорогу в науку, как ни странно, но на самом деле через вот такие научно-популярные книги, через художественную литературу, даже через романы Дюма, действительно, или Штильмарк был такой популярный писатель, Роберт Штильмарк, через них люди прониклись историей. Вот. И я тоже так увлекся через эти пути. А так меня очень сильно, вот почему именно на ИСТФАК поступил, на исторический факультет, должен признать, на меня очень сильно повлиял в этом плане в выборе будущей профессии мой учитель истории Сатулаев Абу Пайзудинович, у которого учился в 35-й школе. Он всегда говорил, вот Юсупу надо быть историком. А так учительница литературы убеждала, надо ехать в Москву или в институт поступать. Ну, я выбрал историю. В принципе, не жалею. Да. Курдаштарыгызда сизин билан окуган мактапта оларда кошулган меди сизин билан ИСТФАКка барып, тарих факультетке барып, я да сиз яңыз медигиз, сизин булай курдаштарыгыз, кардаштарыгыз бардымы, ошо тармакны сайладымы? Мой двоюродный брат поступил тоже на ИСТФАК, закончил его, но выбрал другую, скажем, сферу деятельности. Ишлемей, але олай болса. Тек былай зат да бар, білемісіз сіз. Бұл
онча көп акча да келтирген иш да түгүл. Бу жакта да алсаң, тарыхчылар мына чыкса, не иш ишлей, бу Российский академия наукка барадыр, я да институтка барадыр, дарслар бермеге. Булай суроо бар. Бизде бажара экен халкыбыз, я да биздин жамаатта бу профессионалларны, тарыхчыларны да алмай, булай тарыхчыларны алмай, булай кең күйдө алсак, масал үчүн айтайын мен сизге, булай биздин шайырыбыз бар эди, Бадүртүн. Бу халк ат такмады, огар бермеди, халк шайыр деп. Я да Камил Хамурзаев деген киши бар эди, профессор, доктор филологических наук, ДГУда береди дарсланы. Я да бу биздин фольклорист Дагестановед бар эди, доктор филологических наук, тюрколог Абдулаким Аджиев, Саид Ярбаш деген инициаторлар бар эди, инициативный кишилер, Садыртын Адилов. Шолай адамлар, көп адамлар бар эди биздин арабызда. Амма мен ойлошом күйдеге, биз бар заманна оланы онча бек баха бермейбиз. Айтмайбыз, булай адамлар биздин бар, шулай көтерейик, атын айтайык. Хал булса, шолага ахамият берему халк, бермейму, ва бермеймса не этмей керек. Шулай суроом бар, бир комплексный күйдеге. Ну, биринчилей айтайым, озокта проблемалар бар, шо биздин тармакта казбусунна. Амма биздин аталардан калган бир поговорка бек күчүлүү шулай. Болгон затка болот, болмой керек. Шулай жашайбыз. По поводу этих людей скажу. Я их всех хорошо знал, это мои друзья, наставники, те люди, которых вы перечислили. По каждому из них могу сказать. Вот, например, Саид Ярбаш, его сын, да, очень интересуется тем, что занимался его отец, собирается что-то издавать, насколько мне известно. Мы с ним ездили в архив Владикавказский, работали, материал собрали. Есть совместная публикация по терским кумыкам, она вот моздокским, она открывает определенные страницы, что-то там систематизирует. Конечно, очень много он не успел, у него были большие планы, он не успел их. Насколько вот его имя помнит, как и ценят его в родном селении, я вам на данный момент сказать не могу. Об этом я сам поинтересуюсь этим вопросом, а потом уже смогу дать полный ответ. Что могу сказать по другим? Абдулаким Аджиев, это был замечательный человек, гигант в плане науки, хороший очень человек, мой близкий, достаточно мне близкий человек. И я вам скажу, что с своей стороны я очень горд, что я помог ему с изданием одной из книг, организовал краудфандинг. Тут я могу сказать, что один из первопроходцев кумыкского краудфандинга в интернете я и Садрудин Адилов совместно начали сбор средств, помогли ему. Потом у нас пошли уже другие книги, несколько книг вышло под редакцией Абдулакима Аджиева, фольклорных книг. Вот, например, недавно вышла вот такая книга. Вот я очень горжусь, что мы к ней приложили руки. Тут огромную роль потом принадлежала Рашиду Гарунову. После Садрудина Адилова не стало. Его миссию на себя взял Рашид Гарунов и достойно ее несет. И уверен, что будет... Экинчи бөлүк. Да, экинчи бөлүк. Биринчи да бар. Вот так. Это по Абдулакиму Аджиеву. Да, но он гигант, его на всем Кавказе ценят в профессиональных кругах. К сожалению, у нас на родине, малой родине, его так хорошо не знают. Кого вы еще назвали? Вот Бадрудин. Нет, давайте, да, Бадрудинова надо говорить отдельно. А Садрудин Адилов. Садрудин Адилов годами не спал по ночам. Вот после работы он сканировал книги на кумыкском языке. Выставлял... Садр 55. Дүрмү? Садр 55. Onu bu Kumikya.ru деген форумлар бар еді алда. Onu көп керен көрген едім. Ва YouTube'da halde бар. Onu роликлері каналда бар. О, бек яхшы адам еді терен хақылыда. Так вот, первопроходец кумыкского интернета, назовем его так, как он заслуживает. Это человек, который, можно сказать, сформировал кумыкский интернет, такой кумыкнет, можно так сказать. Да, человек горел своей работой, очень много делал, очень огромный пласт. Его вот Кумыкский мир вот неоднократно был признан лучшим этническим сайтом Северного Кавказа.
По-моему, мы недостаточно, наш народ к нему, этому сайту уделяет внимание и недостаточно его использует. Там огромный пласт информации. Кроме того, Садр Адилов очень помог мне лично. Вот он незадолго до своей смерти помог собрать средства и на мое издание моей монографии «Очерки истории северных кумыков». Он очень болел за свой народ, за свой родной район. Он сам был выходцем из Хасавюртовского района, из Аксая, из Кандараула, да, из Хамамат-Юрток частично. Вот, и он очень болел за это и помог мне с изданием этой книги. Сюда вошли архивные материалы, это сбор, это краеведческого материала, в том числе от самого Садруддина переданная информация тоже есть. Большое ему спасибо. Садруддин, как бы то ни было, он живет. А он профессия с кем? Он сам был программистом, и еще он работал в пенсионном фонде. А изначально он был военруком. Кстати, он одним из первых в Дагестане установил настоящий компьютер благодаря спонсорской поддержке Татурбиева в родной школе номер 5 города Хасавюрт. Об этом подробно может сказать его ученик, который у него непосредственно учился, Исмаил хан Мурзаев. Они как-то в этом плане даже более и давно друг друга знали, десятилетиями. Камиль Хамурзаевна хакында не деп айтып боласыз? Камиль Хамурзаев – это лауреат премии Гетте. Во-первых, это был лауреат премии Гетте. Вот даже когда я беру книги по истории немецкой литературы, там всегда будут ссылки на Камиля Хамурзаева, на его работы. Крупная фигура вообще в филологии. Добавлю еще, он еще переводчик Ерчи Казака, очень замечательный переводчик Ерчи Казака. Он и немецкий прекрасно знал, и родной кумыкский прекрасно знал. Универсально был человек мировой культуры, мирового уровня. Я как-то бермеді ма дарс, амма мен біраз бир керен елугуп Махачкала лапортасында возле ЦУМа я встретил странный магаз. Камиль, это Агай, вот поздоровался с ним, поговорили мы с ним, поблагодарил за его книги. Он обрадовался, вы знаете, он был очень искренний человек, и он обрадовался, как мне показалось, даже какой-то детской своей радостью, такой из глубин сердца. К сожалению, через 2-3 года после этой нашей встречи его не стало, уже достаточно давно его нет среди нас. Но мы должны помнить... В 2018 году, да, в 2018 году. Да, эта встреча где-то в 2015, значит, была. И вы сказали про Бадруддина. Про Бадруддина я говорить могу долго, много, но это отдельная тема. Мы с ним были близки. Во-первых, мы односельчане. Я сказал, что мы с Какашуры, но вот в состав администрации Какашуры входит маленькое небольшое село Какамахи, там, где все друг другу родственники. Вот мы оба из этого села. Да, как получается, и, можно сказать, одного роду племени. И последние 10 лет мы были близки весьма. В какой-то мере я в некоторых вещах секретарские функции выполнял для него, помог набрать ряд его книг. И он тоже никогда не оставался в долгу, должен сказать. Некоторые могут что-то быть к нему плохо относиться, но я скажу, он всегда помогал людям, молодым особенно. Помог изданию моей книги «Край мира», хотя я его не просил, я делал все, вот то, что я ему помогал, это я все делал искренне и никогда не просил ничего взамен. Это абсолютно истина, это любой может сказать. Но он, как бы то ни было, настоял и заставил меня эту книгу написать, и рассказы для нее написать. Вот небольшую историческую повесть я для нее написал, для этой книги. И мы прервем «Тьму долгой ночи» об Ирчи Казаке, о Магомеде Пенде Османове. Это было все под давлением, под настоятельными требованиями Бадруддина. Однако он ушел, к сожалению, опять-таки в 2017 году. И, скажем так, тут была проблема. Во-первых, он не получил звание народного поэта. Это отдельно долгая тема. Я в ней не так компетентен, но вот скажу, что было потом. Мы хотели увековечить его имя, его память о нем в названии улицы. И столкнулись с многочисленными трудностями, препятствиями со стороны чиновников различных инстанций. Это, если бы у него было звание народного, он бы, конечно, автоматически получил бы. Чтобы, как сказать, были трудности. Часто не помогали те люди, которым он сам помогал. Я вот, когда ему заходил в кабинете, у него всегда было много людей. Приходили, что-то просили, какие-то вопросы решали. Он всегда шел навстречу, помогал людям, знакомствами и так далее. Но когда он шел, к сожалению, когда мы просили обращаться к этим людям, многие люди под разными предлогами уходили
от своих, как сказать, обязательств каких-то. А мы вышли на уровень Махачкалы, города Махачкалы, нам отказали, сказав, что улиц Магомедовых в Махачкале очень много. Потом вот Миасат Муслимова этот вопрос подняла уже на уровне республики, разговаривала с главой республики. Опять-таки мы услышали, что улиц Магомедовых в Махачкале очень много. Бадрудин Магомедов, он один, а для них он просто Магомедов. Но... Булай айтсақ, ярамаймы атқа тақмаға булай ат Бадрудинні орамы деп, улица Бадрудина. Да, во-первых, да. Қоймай. Озуқта ярай, это Аллах Бурса шулай это. Например, я что скажу. Дело в том, что вот он сам подписывал книги, не Бадрудин Магомедов, а просто Бадрудин. В многих его книгах, особенно стихотворных, ранних его книгах, самых, может быть, талантливых его книгах, везде написано Бадрудин. И вот в Махачкале есть улица Махмуда, есть улица Батырая, есть улица Ирчи-Казака. Это все названо по их именам, псевдонимам. Мы знаем, что Амарла Батырай, Махмуд, там Исках Абрусой, казак звали Татарханов, там Татархан-Углы. Но названы часть их имен. Все они были, никто из них не имел звания народного поэта, но они были самые народные. И Бадрудин как раз один из их ряда, вот как им Ирчи-Казак, Батырай и Махмуд. То есть он в их ряду. Они в ряду чисто чиновных, скажем, таких людей, которых из звания. Вот так. Я думаю, по-любому мы этого добьемся. Мы будем над этим работать. Аллах буйрса, еще ишни юритмеге тарык, яшауга чыгармауда тарык. Здесь скажу, будем надеяться, что кумыкская общественность и интеллигенция на это откликнется, и братья его по Перу тоже о нем вспомнят. Аллах буйрса. Булай, сіз халық ара конференцияларға барғанмысыз, яшауыңызда болғанмы конференциялар? Башқа патшалықларға барып, яда біздің хукуматның içinde. Мен бұлай ешіткен едім, бұл бір Уфук Тузман деген адам білан жолыққан едіңіз, о редактор, ведущий казахской редакции, турецкий телевидениядан му, яда бір яқтан. Шоны ағнаттығыз ва, шо международный халық ара конференцияланы онна орташылық еткенмісіз? Да, я про себя мало что рассказал, а ты искал мою подноготную, где я был. Да, хорошо, тут я вспомнил эту историю. Был я в 2015 году в Турции, в Эскишехире, на конференции по этнографии детских игр. У меня был доклад по кумыкским играм, кумыкские игры в Дагестане, в Северной Осетии и в Турции. Сравнивал между играми наших кумыков, которые остались на Северном Кавказе, и мухаджиров. Дело в том, что в Турции много кумыков, достаточно много. У них игры в основном уже некоторые отличаются. Мне, кстати, помогал в этом замечательный был такой турецкий поэт и писатель-сатирик кумыкского происхождения, выходец из селения Эндерей, Кемаль Агус. Он мне помогал. Мне помогал Сайт Ярбаш, который назвал. И Алаф Алиев, вот известный тоже журналист Алаф Алиев. Кстати, рекомендую одну из передач сделать с Алавом. У него есть рассказ, который полностью написан на букву «К». И ни разу там логика не потеряна. Вот это показывает богатство нашего языка. Я вот сейчас случайно вспомнил, это очень хорошая идея, кстати. Так, вам его тоже придется развивать технически, как меня. Я думаю, от этого нас народ выиграет. Да. Так. Шо киши билан жолыққан едіңіз? Так, Уфук Тузман, да, сейчас вспомню. Была история такая, я приехал в Турцию, был в Стамбуле, ехал в Эскишехир, и везде приходилось говорить по-турецки. А по-турецки я говорю в 10 раз даже хуже, чем по-кумыкски. То есть очень плохо. Так вот, вокруг турецкая речь. Я половину понимаю, половину совершенно не понимаю. И даже больше половины не понимаю. И вот я приехал в Эскишехир, пришел на конференцию, думаю, опять здесь будет скучно. Я единственный человек из Дагестана, не единственный, кто по-русски разговаривает. И вдруг я слышу, как говорят, как вот выступает Светлана Тюбеева на русском, это балкарка, это фольклорист, и к ней вдруг из зала начинает вопрос на карачаевском, на таком сочном карачаевском языке человек задает вопрос. Вы знаете, как мое сердце обрадовалось, очень сильно обрадовалось. Наконец, я язык, который на 99, даже на 100% понимаю. Счастье мое было такое очень сильное. Я потом подошел, познакомился с ним, сказал, вот я такое счастье испытал. На самом деле, когда слышишь на чужине далеко свою родную речь, это очень приятно. А кумыки, карачаево-балкарцы говорят на одном языке, на самом деле, на диалектах одного языка.
И вот, мында бизге тыгнайган бир яш бар, ода кырымлы өзү, амма гумук тилин үйрөнүп, bizim bilan laqır ete bir zamanda bunda canlı berilişliğe çığa. Şolay sizde şonu bilan yolukkan ediniz da, şolay adam bilan umuk dilini на самом деле. balık arıkça söylegen. Да, вы знаете, не смог в Турции встретиться с кумыкской общиной, но я встретился с карачаевской общиной. Весь день он привел меня в Карачаевский центр, познакомился с множеством, большим числом карачаевцев и балкарцев. Из Кишихири их просто тысячи. И я бы скажу, кстати, Уфук Тузман, да, он очень талантливый человек. Он бывал в Дагестане, жил в Дагестане год. У нас много общих друзей, в том числе Бадрудин. И он рассказал анекдот о Бадрудине. Один раз, говорит, Бадрудин даже ему ночью позвонил и попросил помощи. Говорит, его гаишники где-то оставили в Турции. И он сказал, он пошутил, когда разговаривал, он говорил, первые слова были слова. Уфук, ты такой счастливый человек. Ты такой счастливый человек. Тебя даже любой гаишник в Турции знает. Ну, гаишник это их не знает. Он нашими словами говорил. Тот карачаевец по происхождению с фамилией Чумаевых. Это сам Тузман, у них большая община там тоже. А еще он известен тем, что был переводчиком на переговорах между Нурсултаном Назарбаевым и Эрдоганом. Да, он исполняет такие высокие тоже функции переводов между первыми лицами государств. Да. Вот такой Машалла, sizin maqalalarınız бар, түрлі maqalalar. Bu bizim alдағы шаһарларны хақына. Масала алайық, бұлай Тарғу, Башлы, Эндрей. Уланы сіз язағанда maqalalarınızны yazasыз. Шаһарлар. Bu hali бұса Эндрей юрт, Башлы юрт. Тарғуға да айта юрт, тек o шаһарға кире hali да айнжиге тек айта ауыл емек şu Koyuğuz әлі тарғу деп айта. Олаға 17-ci ve 19-ci asırlarda, 100 yılda олаға айтады şaharlar деп. Siz neger sayladığınız o atını, aldağınız atını alıp aytamısınız? Ya da şaharını bir neçikte svойстволары бар mı? Şahar деп айтмаға үшін, научный күдеге бұл. Да, он комплексный момент, түрлі моментлер бар, аспектлер. Так, во-первых, они в источниках упоминаются как города, это очень важно. Во-вторых, они, по сути, были городами. Тарки было несколько раз больше, чем Тель-Авив, например, город знаменитый Тель-Авив, родина Мимино. И других таких известных городов. Даже не меньше, чем другие крупные города Кавказа. Он был. До 15 тысяч жителей упоминают в Тарках, например, сподвижник Петра Генрих Брюс и другие путешественники от 10 до 15 тысяч. Для того времени это крупное поселение, крупный город. И реально он выполнял функции города. Что такое город? Это центр политический, это укрепление, это ремесло, развитые ремесла. Все это там присутствовало. И присутствовало в Эндерее. И эти города очень восхвалял Эвлей Челеби во время путешествия. Он оставил, можно сказать, гимн Кумыкской равнине, с посвященным населенным пунктам. Если любой человек, который прочитает Эвлей Челеби, он восхитится этим. Кстати, я могу немного похвалить себя. Недавно я в одном из турецких сборников нашел фрагмент о Тарках, который ранее был неизвестен и на русском не издавался. Однако он на османском языке 17 века, я им не владею. Вот сейчас мы ищем, как бы его перевести, потому что очень сложно, на самом деле. Даже люди, которые владеют арабским, фарси, им не все легко там дается. Там очень смешанный такой язык. Там около 1,5-2 страниц, и это перечень различных, скажем, зданий, различных, которые исполняли различные функции в Тарках 17 века. Про Эндерей могу сказать. Эндерей тоже крупный город того времени, достаточно на Северном Кавказе. Много пишут о том, что он был центром рабовладения. Чуть ли не так презрительно пишут, особенно это удивительно читать в русских источниках в первой половине 19 века, где рабовладение было нормой, там, вот вы знаете, крепостное право и так далее, и не только крепостное право. И в Европе было нормой рабства. А вот здесь это уже нехорошо рабство. Все вот так очень пишут. Но это была норма. Я не говорю, что это хорошо. Абсолютно ужасно. Но перепродавали. Не столько владели сами рабами, сколько продавали тех, которых привели другие чужаки и продавали другим чужакам. Перевалочный пункт, как бы то ни было. В любом случае, Эндерей был известен, как второй Стамбул его называли, вторым Стамбулом.
имел свою богатую культуру. О чем говорит, вот мы вот часто воспринимаем сейчас несколько вот так, как вы сказали, аул и так далее, кумыкскую культуру как сельскую культуру. Это не только кумыков касается, все культуры всех народов Дагестана, культуры всех малых народов России рассматривается как вторичная, как сельская, как не культура первого сорта. А тем не менее, вот она была и городская кумыкская культура, так же, как и культура других многих народов России, Кавказа. Так вот, феномен кумыкской городской культуры. Например, Эндирей вот написал книгу о Вабе Акташи Дербентаме. Это классика. Классика, она написана там в 17 веке. Придворная культура была очень развита. Был такой писатель Али Багдади. Он из Ирака приехал, чтобы работать у Шамхала в Тарках, занимать кадийские должности, писал стихи тоже на тюркском языке. То есть это были, если из Багдада едут в Тарки, если в Эндирее работали выходцы из Средней Азии, вот известно алимы, вот назову, например, Саададдина Аль-Тафтазатани, у которого многие, кстати, ученые Дагестана переписывали рукописи, впоследствии из поколения в поколение переходили, вот даже в нашем одном историческом парке, где я работаю, тоже есть одна его рукопись, точнее копия его рукописи, более поздняя, сделана с его вот, этого оригинала 14 века. Есть данные, что он жил в Эндирее в 14 веке. То есть это крупный центр был, известный центр гончарного производства, оружейного производства. Александр Дюма много об этом писал. Александр Дюма бывал в Дагестане и описал многие кумыкские населенные пункты. Об этом почему-то мало вспоминают. Вот сейчас туризм развивается, надо и привлекать имя Дюма, его наследие. Он был здесь. Вот говорят, что Пушкин побывал из Бирбаши, поэтому гору назвали в честь Пушкина, хотя его там не было. Но она похожа на него, да. Но вот во многих местах были знаменитые люди у нас в Дагестане. Вот, кстати говоря, о знаменитых людях, вот у нас, например, жил это в Карабудакентском районе, тогда еще не район был, но Карабудакент, как бы этот, скажем, Билик, удел, Шамхальс там жил, например, известный такой политический деятель той поры, достаточно очень талантливый и успешный хан Крыма, Мухаммед Гирей. Он, кстати, был и талантливым суфийским поэтом, он вот стал удельным князем в Шамхальсе Тарковском. Крымский хан, владетель 2 материков. Вот как раз крымскому может быть интересно. Он писал под псевдоним Софа, а его называли... Софа это суфий, значит, а его называли Эмизгирей, потому что он был очень плотного телосложения, вел независимую политику, воевал на несколько фронтов и очень успешно. Однако из-за своей самостоятельности вызвал гнев турецкого султана и был отправлен в изгнание. Он приехал к нам, к кумыкам, вместе с Евлеей Челеби. Челеби его сопровождал. И его имя, вот, не скажу его имя, его вот, память о нем сохранилась и отразилась в наших топонимах. Несколько топонимов в Карабудакентском районе носит имя Бахчисарай. То есть Бахчисарай из Крыму. И 2 или 3 Бахчисарая есть у нас в Карабудакентском районе. Один из них, или даже 2, исследовал талантливый краевед Хосар Хосаров, большой подвижник. Ему, да, всегда я ему благодарен, это большой труженик, ему все должны быть благодарны. Есть такие люди, вот, можно сказать, наш народ и держится, в том числе. Ну, Машалла, бек интерес затлан айтасыз. А бу башлы хакында не деп айтып боласыз? Башлы эскердик. Да, Башлы эскердик. Башлы – это тоже одно из старинных сел, и я вам скажу, вот сейчас существует 3 села Капкай-Кент, Башлы-Кент. Да, Башлы-Кент. Когда-то это был единый город Башлы, потом из-за его участия его жителей в восстании 1877 года этот город был разрушен, его запретили восстанавливать, и после долгих просьб, как говорится, скитаний, различных обращений чуть ли не на имя императора, ну, по крайней мере, кавказского наместника, им разрешили это село как бы возродить эти населенные пункты, но уже в 3 местах, уже не единая Башла, а 3 населенных пункта. Но все равно они остались башлынцами, они об этом помнят. Добавлю, что Бестужев-Марлинский очень высоко оценивал башлынцев, говорил, что это очень хорошие стрелки, отменные стрелки, писал он в своих записках из Дагестана. Это село с очень богатой историей, о нем очень много написано и в источниках, и вот есть несколько книг, в том числе такая большая книга Рашида Рашидова и Якуба Гамзатова, Башлы и башлынцы. Да, много, можно сказать. Да, у нас вообще богатая история.
Siz arxivlar bilan ko'p ishlaysiz. Boshqa hukumatlarga borganmisiz arxivlarga? Masal uchun biz bilamiz, bu Kavkazni olsak, ko'p arxivni bu arxiv bilan baylavli zotlar, materiallar Tbilisida. Ko'p Да. zotlar bor Vladikavkazda. Siz boshqa hukumatlarga borib, yoda boshqa shaharlarga borib, shulay опытыгыз bormi? К сожалению, в других странах я не работал. Моя мечта как раз поработать в грузинском архиве, но пока это по разным причинам, независимым от меня, это пока моя мечта не сбылась. Что говорит о тех местах, где я работал? Ну, в Махачкале я, естественно, вот очень много работал, и могу сказать, не без хвоста, тысячи документов поднял, и десятки тысяч. Тысячи дел, десятки тысяч документов просмотрел, будем говорить так. А еще я был в Владикавказе, в Северной Осетии. Там очень много материалов про кумыков, брагунских, моздокских кумыков, про хасавюртовских, бабуртовских кумыков, кумыков город Кизляр и частично Кизлюртовская района. Про них всех есть материал там. Biraz aldım men görgen edim, biz salgan ediz bizim kanalga da. Siz tapgan ediniz bir kartani. Harita deb aytaman, qo'moqcha esimde yo'q. Kartani tapgan ediniz. Biz de saldık onu, bir interes zatlarını gördük. O Qara dengizge yerli qumuqlar yaşaydı deb yazılgan. Türlü. Siz de şunu salgan ediniz, publikatsiya etip Yoldaş gazetke. Дағы да başqa bek interes siz okten bolagan bir tapgan zatlarınız boldu mu siz işlegende? По поводу карты, ну тут немножко вы смешали два факта. Это есть карта Герриса, Геррита Герриса, которую вы говорите, где на Таманском полуострове, то есть на берегу Черного моря есть Кумук-Регио, то есть Кумыкский регион написано. Эту карту, кстати, считается, что эта карта составлена по данным Федора Годунова, талантливого сына Бориса Годунова, который, к сожалению, вот Федор прожил недолгую жизнь, его убили сподвижники Лжедмитрия. Но я вот Кумук-Регио часто считаю, что это искаженное слово Кремук, название одной из областей Черкесии. Я так глубоко в этой теме не копался, сейчас сказать. Ну, и эта карта есть. А вы ее немножко спутали с другой картой. Картой очень интересной, картой Маджола. Эта карта действительно, можно сказать, я ввел оборот да, относительно кумыков. Карта Висконта Маджола. Это генуэзский картограф, известный достаточно. Он один из первых, кто изобразил это достаточно, по-моему, первый, кто хорошо отобразил карту побережья Южной Америки. И вот где Южная Америка, ну там Колумб работал, его этот житель, его как бы город Генуи, так же, как и он, его земляк. А где Северный Кавказ и Прикаспий. Дело в том, что очень активно на Каспии действовали в свое время венецианцы и генуэзцы, его земляки. И вот они собрали обширный материал и, видимо, сделали лоции, то есть морские карты Прикаспия. И там много материалов по кумыкам оказалось достаточно. Ну, много, как сказать, относительно, потому что не так уж много у нас данных, а там отражается история уже 14-х, начала 15 веков, достаточно древняя, и каждый факт об этом ценен. И там очень замечательно, что эти данные абсолютно подтверждают данные, многие данные из сведений тимуридских источников о походе Тамерлана, много общего этих материалов, итальянских и среднеазиатских. Это замечательно, это на самом деле открытие. Там есть и про кумыков информация, про Тарки, про Кумук, предгорно-равнинной зоне. То есть для нашей истории нашего этноса и народа, и этнонима это очень хорошая находка. А кроме того, могу сказать, что в свое время одним из первых начал писать о кумыкском мореходстве. Ну, сейчас это сложно, странно звучит для некоторых. Действительно, вот книги Тихомиров был такой автор советский, достаточно известный. В книге по истории русского мореходства упоминается Кумыкский флот. Кумыкский флот, немного, военно-морской Кумыкский флот, который имел, находился в составе персидского флота, точнее флота государства сефевидов во время сражений с Степаном Разиным. То есть у Шамхала Тарковского были свои корабли. И потом я находил еще об этому подтверждение уже в более поздних документах. И о пиратах, кумыках-пиратах тоже были данные. Так что вот у нас очень многообразная история, не такая какая-то простая и однотипная и однообразная. Почему я говорю, в свое время, когда я учился на первом
втором курсе, вот на втором курсе я сказал вот своей преподавателю, вот твоей односельчанке, а почему в учебниках по истории Дагестана почти ничего нет про кумыков? Это твоя односельчанка Асиат Абдурагимовна, вот, дочь Абдурагима Гусейна. Я спросил ее, она мне ответила, если ты так интересуешься историей кумыков, я дам тебе журнал, и дала мне вот такой журнал. КНК Вести. КНК Вести. Вот. Я, видишь, не с пустыми руками к вам тут пришел. Так, очень замечательный журнал. Вообще-то организация Кумыкское научно-культурное общество, оно совершило в свое время революцию. И именно вот через их журнал я заинтересовался историей нашего народа, проникся и начал сам ею заниматься. Вот так. А продолжая тему вот этого открытий, то я скажу, что можно сказать, вот еще могу назвать два открытия, которыми я горжусь. Это работа Адиля Шемшидинова «Легенды и предания кумыков». Одну из частей. Первую часть я обнаружил и ввел в оборот. Она, конечно, была известна, Сакинат Гаджиевой, но после нее ее никто не поднимал, и она тоже не опубликовала, только какие-то отрывки использовал. А я ее выложил в интернет вот благодаря Садрудину Адилову. Очень интересно. К сожалению, наши ученые ее не использовали, филологи, кроме Гаруна Рашида Гусейнова, никто ее не использовал. Он опубликовал ее извлечение про Крым, там есть о кумыцко-крымских отношениях, он ее опубликовал в Бахчисарае, в Крыму. Опять-таки материал местные авторы, я должен покритиковать моих коллег и историков, и филологов, они часто очень занимаются компиляцией, бездумно, бессмысленно, без осмысления друг друга информацию копируют, часто неправильными ссылками и по-настоящему глубоко не копают. Но я понимаю, это и материальные какие-то моменты и так далее, но все равно надо работать. И меньше, но лучше. Глубже. И последнее, вот можно сказать, такое тоже открытие, вот оно по времени не последнее, но о котором я сейчас скажу, это есть такое сочинение нашего известного такого великого нашего алима Абусупьяна Акаева «Лучезарная жемчужина» о гражданской войне в Дагестане, о революции гражданской войны в Дагестане. Это тема моей диссертации, и я вот во время работы над диссертацией роюсь в огромном количестве документов. Вот наткнулся на эту рукопись, показал ее Гасану Майядрасуловичу Оразаеву, сказал, мне кажется, что ее автор Абусупян. Он прочитал, согласился со мной, на самом деле. И это оказалось окончание уже ранее известной рукописи «Лучезарная жемчужина». Несколько страниц, которые отсутствовали до этого, с того же самого слова, которое обрывалось, они вот были мною введены в оборот научный. Вот в этом году как раз Абусупяну Акаеву 150 лет. Вот мы отпраздновали недавно Речика такого, так масштабная, она же замечательно была, я очень доволен. Хотелось бы, чтобы Абусупяну были не меньшие почести. В свое время Алибекович Тахогоди сказал, что если бы не Абусупян, то, может быть, огромный пласт кумыкского фольклора просто бы не сохранился. Он собирал не только религиозную литературу, он издавал еще наши сказания, наши сказки, наши песни старинные. Можно сказать, что это предтеча и Абдулакима Аджиева, наш Абусупян Акаев. Мы до сих пор его в полной мере не оценили. А мы его знаем как первопечатника, религиозный деятель, но он был очень многогранным человеком. Я вот сказал, и мы говорили о тех, которых с нами нет, но я скажу о человеке, который с нами есть, и который до сих пор не оказано соответствующей почести. Это, можно сказать, Абусупян Акаев наших дней, это Гасан Майядрасулович Оразаев. Это гигант, на самом деле. Он огромный пласт материала вокруг кумыках ввел в научный оборот, и предания, и произведения различных авторов, и письма, делопроизводства 17 века, и 18 и так далее. Вот я добавлю, что вот первая книга, которую я прочитал на кумыкском языке, это была книга Гасана Майядрасуловича Оразаева «Исторические сочинения Дагестана на тюркском языке». Здесь был текст Тархи Кизлер-Кала, Абдул Гусейна Ибрагимова. В свое время, когда я купил эту книгу первый раз, я начал ее читать. Читаю, и вдруг только на 5-6 странице понял, что я не по-русски читаю, а на кумыкском. Настолько я увлекся и понял, что все абсолютно понимаю. И было очень приятно. Это первая книга, которую я прочитал на родном языке. Это книга Гасана Майядрасуловича Оразаева. Он не кандидат, не доктор наук, но он стоит 10 докторов наук. Вот я так считаю. Надеюсь, пока он с нами, дай ему Аллах многих лет, конечно, но все-таки лучше поторопиться и отдать ему должное почести. Тем более в этом году у него тоже 75 лет ему исполнилось. Это наш Абусупян новых дней.
Да. Бир дагы бир суроо. Сиз айттыңыз, эскердиңиз бул китапны, сиз жазган китапны, Дүйнөнүн ягасы деген китапны. Бир жактан сиз бул наукага байлаулуу затларны жазасыз. Амма бул Дүйнөнүн ягасы мен аңлаган күйдөгү адабиятка байлаулуу зат. Художественный творчество деген яратуучулук, ошо тармакны öğretesiz. Öğretesiz. Негер сиз булай художественный жакка багасыз? Яңыз ярамаймы ишлемеге сизге бу нечке айтайын, научный жактан ишлеп, онна медаллар алмага. Художественный литературада негер керектир? Onu нечик сиз жашоого чыгарасыз? Өзүңүз шулай творческий адамсыз сиз? Да, горячий свал, да. Специально ответ не готовил, надо будет сейчас думать, напрягаться, как говорится. Да, ну, я всегда увлекался литературой, интересовался и читал много, очень много читал. Не хочу, опять-таки, чтобы вы подумали, что хвастаюсь, на самом деле. Разнообразная литература, иностранной, нашей, восточной и дагестанская, кумыкская литература и русская литература, естественно. И иногда ловил себя на мысли, что я хотел бы что-то такое сделать. А ей были такие произведения, которые вдохновляли на то, чтобы это делать. Вот, например, у одного писателя, Эдварда Резерфорда, есть книга «Ирландия», где рассказывается об истории родной страны по векам, и по каждому веку посвящен какой-то рассказ, где говорится об деятелях этой эпохи, освещается дух того времени. И вот у меня тоже есть такие задумки. Вот и написал про Чиказака, думаю, про Илью Челеби, его путешествие вместе с этим крымским ханом тоже написать. Есть еще такие задумки в этом плане. В этом. А так у меня и другие рассказы есть юмористического характера, этюды, часто в Фейсбуке публиковал, и людям нравилось. Некоторые там десятки, чуть ли не под сотню набирали лайков, как говорится, мы же любим лайки. Yusuf Agay, o kitaplarını yazasız siz. Men oylaşan küydegi bir zatlarını tarixini alabsak biz. Adamlar onca tarix kitaplarını okumay, o popularny zat tugul. Amma художественный literaturu biraz yengil bolu onu okumaga. Siz nechik oylaşasız? Bulay чакырып bir yazıuchunu, şulay bajaragan авторны чакырып, hali men sağa bu materialni bereyim, misal üçün aytasız. Şu tarixga байлаулуу материал. Şulay bir adam бар edi. Şonun hakkından bir художественный küydegi bir zatlarını yaz. Tek bugar qarap, bu tarixga qarap, bu istoriyasына qarap, barda zatны men sağa көрсөтөйүн. Misal üçün айтайым, Абуспиян Акаевны хакынан бирөө алып, шулай материалларны сиз айткан, огар багышланган саулай жашауну берген автор бар. O da Orazаев фамилиясы. O da her zaman болмажак bizim bulan o Avruy o kişi men eşitkenmen şolay nechikte. Tek şu материалны alıp berip şolay yazıp бажарган адамга заказ иймек. Yazali şu Абуспиян Акайны хакынан bir интересный художественный литературу, как сага. Bir neçe tomga da yazıp bolачы olay информацияны. Olay küydege çıgarsa nechik göresiz? Интерес болажагы дем адамларга, ya da olay zatlarını koyup media proyektlara çıkıp videolar etmeye tarık, kinolar etmeye tarık, şolay production bolsun üçün. Ну, я скажу так, это нужно все. И нужно и серьезная научная литература, художественное осмысление, и медиапроекты. Конечно, наших сил мало, но посмотрим, если великие народы, они большие народы, они всегда сочетают все это. И мы все-таки должны постепенно к этому идти. Тем более у нас огромная богатая культура, огромная богатая история, и у нас есть на что опираться. Есть о чем писать, и всем материала хватит. В какой-то мере, да, я тоже руководствуюсь таким методом, что привлечь внимание к этой эпохе, как-то к
деталям, я тоже пишу как-то в художественном стиле некоторые вещи, но, скажем, я вот этому не уделяю такое большое внимание, все-таки науке уделяю гораздо больше времени. Можно вспомнить слова Чехова, надеюсь, моя жена меня не услышит и не обидится на меня, когда он сказал, что медицина – это моя жена, а литература – моя любовница. Ну, я так не говорю, но вы понимаете, мы воспринимаем Чехова как писателя, а он по 1000 людей, по 1000 человек в год лечил на самом деле. Это был врач, великий человек на самом деле. Недавно узнал факт, что благодаря ему это, например, построили приют для детей беспризорных на 120 человек. Вот так что, так, ну, это только шутка, да, в моем случае, да. Так вот, как говорится, также вот я на первом месте все-таки для меня история, наука. Но такие люди нужны. Если были такие люди, как вы сказали, я бы дал им материал и сказал, пиши. А сам бы этим не занимался в основном, да. Полностью с тобой согласен, да. Возможно, так и было бы. Но таких людей нет. Пока не вижу. Yazıp başaragan adamlar yok. Düz bu. Бар. Ama onlar da yaşama suyu, arу yaşama suyu, бай yaşama suyu. А меценатской помощи пока на всех не хватает. Я бы даже сказал, ее никому не хватает, честно сказать. Да. Bu siz dağda bir zatını bilemem men hali Mayskiy bu yalalan günlerde Ramazan bayramının ahırına bardım qonaklay Ruqiyat Ahmedovna Ustarxanovna qırıyına yolukmağa. O aytdı, siz ulu kömek etesiz 9 yıl bola tura yaza bir kitapны Erpelini hakkından. Siz oğar ulu kömek etesiz dey, siz bolmağamsağız o kitapta yaşağa da çıkmajağı edi, çıkmağa oňara tura onu. Şu kitapны hakkından aytıp olamsız? Qaydan çıkkan o ideya, taklif kim berdi? Özüňiz şolay ideya bilen çykdyňyzmy ya da Ruqiyat baju özü aýtdymy, yazmaga Tarık gel kömek et dep. Neçik boldu? Да, Руqiyat Ахмедовна большой друг нашей семьи, во-первых. Очень хороший человек, замечательный человек и талантливый человек. Да, мы вместе с ней работаем над историей селения Эрпели. Много, это богатая история, во-первых. Постоянно всплывают новые факты. Вводить их в оборот, это описывать, это занимает немало времени. Но я очень доволен тем, что участвую в этом проекте. Хоть это очень долго длится. И познакомился с большим числом талантливых, хороших, интересных людей и в вашем селении, и выходцев из вашего селения. Один это Ахмед Наби Апашев, чего стоит, ему 98 лет, этот участник Великой Отечественной войны. Мы с ним несколько лет назад вот пообщались, очень хорошо так распоминал свою молодость. Очень богато он говорил на кумыкском языке, не используя ни одного русского слова. Такая была такая речь в 20-30-е годы. И на самом деле вот эта книга, надеюсь, она выйдет, и это будет большой труд, и я им очень горжусь, что я работаю совместно вот с авторством с Руqiyat Ахмедовной. Это история селения Эрпели. А так у каждого села у нас есть богатая история, и есть люди, которые над ней работают. Я знаю, что вот есть люди, которые занимаются историей Агачаула, историей Гелли, историей Костека, историей других сел. Чем больше, история каждого села – это часть нашей общей истории. Если мы это все осмыслим, найдем вот эти самые изюминки в каждом селении, мы сможем сформировать многогранную, богатую, яркую историю всего нашего народа, написать ее. Это, я считаю, очень важная задача. Написать ее, кстати, и в научном плане, и вот таких, не только в художественном плане, я должен сказать, для детей. Самое сложное – писать об истории для детей. Вот я рассказывал, что я вот увлекся наукой, именно читая рассказы по истории вот для детей 5 класса, 6, 7 класса. Вот в это время формируется у человека интерес к чему-либо. В 10, 11, 12 лет. А до этого человека нужно очень достучаться. Но вот сейчас именно нужен медиапроект на самом деле, потому что дети в этом возрасте сидят, ТикТоке, где-то в других социальных сетях, книжки почти не читают. Вот это проблема, над которой наше сообщество должно думать. Не отрицать, не отказываться
не отказываются от этой идеи, не говорят, это нам не нужно, вот Алтур, Китаб Науху, это тоже нужно. Но к этому надо постепенно, к этому надо человека привести. Я тоже не был, я вам скажу, прямо таким усидчивым ребенком. Как-то постепенно этим увлекся, погрузился в это. Надо как-то замотивировать. Вот, в том числе, наверное, за какие-то познавательные ролики. И в свое время один ученый американский, когда побывал в России, он сказал, что больше всего уделил в России огромное количество познавательных видео. У нас в России это есть вот, постнаука, это для больших, конечно, но если что-то для детей, наверное, Архе, есть Архе для детей, такой портал, что-то подобное, может быть, ну, более короткое, тоже можно. Агарагим Солтанмурадов айтқан еді, шу біздің тарихны алып, лап бұлай сейлі, күчлі, қочақланы алып, шоланы хақында bir бетке şolay информацияны улы шрифт bilan etib, yaşlığa bir yakta рисунок, başka yakta bir yakta surat, başka yakta şu informatsiyani. Şolay güçlü adam bolgan, şolay interesini keltirtmegen. Şolay taklifler bolsa, şolay zatlar bolsa, kim bile yaşlar, "Wa, bulay adamda bolgan, o da kim ediken?" dep teyin kuyde qarama izlemeye bola. Şolay imkanlığı var. Можно и в форме наклеек, можно и в форме таких, скажем, книжек разных, плакатиков, много вариантов на самом деле. Люди любят там, вот я знаю, многие вешают что-то на лобовые стекла и еще в каких-то других видах, это создают бренды, тренды и так далее. Вот нам нужны кумыкские тренды, бренды, надо вот это развивать. Я много говорю, вот пишу тоже, я Базалай, вот это Кинжали Шахманай, и Хаусар писал о нем. Это имена, которые гремели в свое время на Северном Кавказе, отражены в русской литературе и так далее. Это наши бренды. И много таких на самом деле. Имен, забытых, полузабытых. Надо возрождать их, опираться на них. И имена, конечно, наших исторических персонажей, героев, как Султанмут, Сухай Тарковский был такой, его племянник, тоже выдающаяся личность. Вот на самом деле, в такой момент мы часто забываем, вот 17 век мы сказали, в свое время между Айдемиром Шамхалом и Галштини, вот Адам Аляри, Адам Аляри приехал в Дагестан. Что делал Адам Аляри в Дагестане? Забывают. Ну, кроме того, что он сказал, что Улубия улица, то есть бойнахцы никого не боятся, кроме Аллаха. Вот мы это запомнили. Вот есть у него такое выражение, на самом деле, что мы не подчиняемся ни шаху, ни царю, ни так далее. Но ведь он, Адам Аляри, не просто так побывал. Они здесь дипломатические миссии были. Ехали в Персию, возвращались, вот и с Айдемиром Шамхалом подписали. Государство, галштинское герцогство подписало Шамхальским Тарковским договор о сотрудничестве, торговле. Это высокий статус, международный статус. Это взаимоотношения с немецким княжеством. А Германия это все-таки передовая страна, даже несмотря на свою раздробленность, это была развитая достаточно страна, особенно северная часть Германии, вот откуда и Галштиния тоже, где находится. Такие вещи мы должны помнить, опираться на них. Еще есть такой вот bir so'rov bor, o'rischa o'qiyapman bir sitatani. Men o'qigan edim, bir kishi bor edi, bu 20 yüzyılda başına şu гражданский период войны, там şu davlan zamanında yaşaydı. Onu ata Galip Akayev o başka paçalıkka barıp ondan yazgan mıydı, bir ismi yok, onun istoriyası savlay kuydu o kişinin hakkından. Ama bulay zatını yazgan edi kitabına. Özü sizge oylaşmağa dağı, siz neçik baha vereceksiniz şu yazgan zatlara. Самая большая победа – это оставаться самим собой, несмотря ни на какие обстоятельства. Тот, кто принимает условия, унижающие его достоинство, теряет свое лицо и не получит ничего взамен. Şu haqda sorama suygan edim. Siz razimsiz Galip Akayev aytgan so'zligi? Ya da siz aytib olasiz, olay tuz tuguledi avtor. O zamanla yaşayımsa da tek o avtor biraz gip olmağa tarıq edi, başqaçalay oylaşmağa tarıq edi, özünü tuğra kuydu, bulay men deb görsetip, men qumuqman deb görsetip, şolay nechikde xasiyatlarin görsetген kuynu şolay ayıp etip olabızmı oğar? Şolay zatlarını soramağa suygen edim, şolay sorau dağı. Men şu sözler bulan mekenlik köyde razime, 100%. 100%. Более того, еще
идея ой учен ишлейбис. Дагдан неге ишлейбис. Ну, понятно, мы в научном плане мы вот можем абстрактно изучать другую какую-то тему. Я вот дагестанскую интеллигенцию 3 революций написал. Не самая плохая работа, сразу скажу. Может, не вау, какое-то открытие, но хорошая работа, я хвалю. Но почему, например, я занимался написанием каких-то краеведческих очерков, путевых очерков, о каких-то наших биографических очерках, о каких-то наших выдающихся земляках? Ну, во-первых, для того, чтобы мы помнили, кто мы, откуда и куда идем. Именно это часть нашей идентичности, нашей культуры, то, что делает нас нами. Если мы не будем теми, кто мы есть, мы превратимся в стадо, и который будет любой пастух погонять, и вы знаете, куда они обычно гонят это стадо. Поэтому я полностью с ним согласен. Башка яктан биз алышынмайбызмы дагы жашообузду карасак, биздин адатларыбызды алышына, жашообузду алышына, бу той адатларын да алсак да, башка бу жашоодагы адатларын да алсак да, алда атасы билан онча олтурмайды, масал үчүн яшьлер ашайганна атасы ашап соң келеди олтурайды, бирче олтурмайды, улай адатлар бар эди. Я бир салкын эди, аталар бир уланлары билан халибса башкачалай ойнай яшьлер билан. Biz alışınabızчы bir яктан. Башка яктан биздин өзүбүздүн менлигибиз деген затыбыз бар. Шону арасында бир гармония болмая керекми? Биз жашоого көрө жашамага тарыкмызбы, халиги жашоого көрө, я да алдагы адатларны саклап, уланы öğretip yürümege tarыкбызбы? Мен ойлошом ки деги кумуклар бек тез алыштыра адатларын. Бек тез алыштыра. Яғни, потому что bu alsak, nege tügülese biz tüzülükte yaşayan halkbız. Bizim hukumatımız da var edi. Hukumatga gelip texnologiyalar, yangi texnologiyalar, atlar bolsun, atlar bilan texnologiyalar bolsun, başka zatlar bilan texnologiyalar bolsun. Biz birinçili alabız yangi adatlarını, yangi zatlarını giydirебиз yaşauga. Şo zat yaxşımı? Şolay yaşamaga tarыкмы? Ya da bu баланс, нечик балансны тапмага тарыкбыз жашоодо. Ошо адатлар билан ва биздин жашообуз билан. Улуу тема. Мен сени булан разим, мен түз айтасың. Биз бек тез алынышынабыз, адаттанып коебыз. Не надо от всего отказываться, на самом деле, считаю, что многое надо сохранить. Главное, основное. Понятно, что какие-то вещи, детали одежды, какие-то, скажем, аддаты, которые не подходят к современности, их невозможно сохранить. Вы знаете, и раньше не сохраняли. Я вам скажу, мы не надо думать, что мы такие все консерваторы были, отмечать, что если какой-то аддат не подходил ко времени, от него избавлялись. Но это были не такие ключевые моменты, это не то, что формирует, скажем, дух народа, это были какие-то сопутствующие моменты, вторичные, 3-го, 4-го порядка. А от основных каких-то моментов не нужно избавляться. Больше того, я скажу, что даже вот одежду надо возрождать, какие-то проводить мероприятия, фестивали, посвященные национальной одежде. Вот недавно начал возрождаться Тастар кумыкский. Я очень рад этому, вот этой истории Тастара, что он возрождается. Надо возрождать и другие наши национальные традиции, производства какой-то национальной одежды, возможно. Вот сейчас развивается туризм, им будет очень интересно наблюдать наши национальные платья. Кумыкское национальное платье, будь то женское, будь то мужское, оно самое красивое на Кавказе. Пусть не обижаются другие, это мое личное мнение. Поэтому надо к традициям тоже быть внимательными и сохранять их, любить, ценить, уважать. Hali biz ikinci bölükке çıktık bizim berilişibizde. Sүйген adam қолын көтеріп, сораулар бермеге бола, уялмағыз, тартынмағыз, бұлай сес булан сорауларыңызны берегіз. Микаэл Амаев көрдім, hali мен сізге де сөз бережекмін, Allah buyursa, ең башлап Ямата деген киши яза: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, Азамат, Юсуп, ва алейкум ассалам, и всем слушателям. Юсуп Агай, огромная баракалла вам за вашу нелегкую работу. У меня такой вопрос. Вот мы знаем, что историки и другие деятели в этом направлении у наших соседей имеют хорошую поддержку от своих бизнесменов, политиков. Есть ли хоть какая-нибудь поддержка у наших историков, публицистов и другое? Ну, я могу привести один пример. Вот моему другу Сапиле Багаудину с изданием его книги «Военная история кумыков». Есть такая книга.
войны с трех внуков. И, кстати, я вот считаю, что большая проблема в том, что наши ребята, вот они не сохраняют книги, не выставляют в их интернет. Надо выставлять книги о Кумыках в интернет в PDF-формате, в других форматах. Может, их больше людей прочтут. Так вот, ему помогла издать эту книгу «Меценатская помощь» Бурлят Абусуевой. Она ему помогла издать книгу. Вот такой случай знаю. Еще есть такие случаи. Вот у меня есть друг Алаудин Мустафаев. Вот было такое краеведческое общество Анжикала. Первые книги издавать помогал он. 2-3 брошюры с ним. Ну, не только он, там были другие ребята. Ребята с Чагаротара, я помню, помогали. Но это была очень маленькая помощь. Они издавали, на самом деле, книги. Они не оказываются. Гонорары авторам, конечно, никто не платил. Но я этим людям благодарен, потому что они сами не богатые, в большинстве своем, не олигархи какие-то. Поэтому Улу Барабашева, Адамлага, на самом деле, это люди помогли. Аблай фондлар бармы көмек етеген, яда онча зат благотворительный затлан көмек болмаймы? Опять книжка пойдет в ход. Вот здесь книжка Кумыкский архив. Все издание нам помог фонд Султанмута. В то время вот Ибрагим Махтибеков, ваш товарищ, мой товарищ, он это один из руководителей этого фонда, оказывал помощь и не только мне, и другим тоже, имени Султанмута Тарковского этот фонд. Кроме того, на издание книги пришлось потратить еще сверх этого, потому что очень большая проблема в Махачкале, на самом деле, хорошие верстальщики найти. И несколько раз приходилось переделать книгу. И нам помогали сборы через интернет, через Инстаграм. Вот там ребята скидывались кто сколько мог. Можно сказать, что у нас люди очень отзывчивы, на самом деле. Не говорю о богачах, каких-то олигархах, с такими я не знаком, не сталкивался. И, может, они кому-то помогают. Я думаю, другие авторы могут это подтвердить или опровергнуть. Но простой народ помогает. Микаил Амаев, микрофон узнуялыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Ешітемсіз. Ешітеміз. Кеш жақсы болсын. Деп тұрасың, нешіксіз, сау оқию. Аллахқа шүкір, шайтанға түкір. Сүйінеміз шулай яшар барына. Сені Қақа Махинский болғанса, мен де ана яғым Қақа Махинский болар қазымаға көчкен алдан мәрлі. Нече айта тамырлар үзілі қалады, былай біраз қатналмай қалады. Революцияның алдынан мәрлі көчкенне олар. Мені бір сұрауым бар. Сіз айттыңыз, бұл Бадүрттің ақына, Оразаевның ақына гертені недооцененный деп балачы, әлі орысша айтқанда. Әлі маға бір езік бұлай болды да, мен бір езік Қазақстанға, о адам бұлай ұлы іштеген адам. Мен Мурат Аджыны бізде түгіл, Дағыстанна. Başka yerde etilgen dem pamitini veriyem. O adam ulu yerde şeyen Казахстандагы адам мағайта звонат этеп. Михаил дей, этому человеку не такие мероприятия надо делать. Этому человеку в каждом түркской стране площади должен стоять памятник. Дейді, сіз айтаңында, әлі Бадүрттүнні, Оразаевны, бірдағалары, они глыбы, да, былай алғанда, герттіні şu адамла ақына ойлашмай қала. Әлі мына біраз алда бір әру бұл кем сұрау берді, оны көмек етеме, там олигарх етем. O zamanında biliriz biz o yaktan bize komik yoktu at yaktan. Hali bulay bir zat var. Men hali bir neçe kere görüp duraman başka yerlerden çakırganla da bizinkilerini başka yaktan çetinlik bolup barıp olmayıp dura. Hali başka hukumatka bir simpozyum olsun bir de azatta no yüzünü vermeyi de hukumat bolu kala. Hani sen bilesendir, Международная Тюркская академия var Nur-Sultan'da Türkçü. Bilesen hiç? Да. Тюркская. Дархан Кадрали. Отдельная, по-моему. Да. Что-то я слышал, честно, я глубоко не знаю, но да, что-то слышал. Айтағаным әлі, сені anlatmadan şu adamlara var ki, şulay adamımız var bizim de, şu an çakırgan, sana geli kalsa, kağız, sen şuna barıp olamsan, ili senin de iyi vermeyin. Məlim bundan Qumuk Teatr'da yırlayğan bir iyi merapretyalar iyi vermedi. Son bir daha bir şuna şolay bir imенно культурой связанный zatlağa iyi vermedi zatka. Официальный kağızlar geliyende var ki.
Как турист барып боласың, как турист, официально барып болмайсың. Ал шу бир тармактан, башка жерден, башка өкмөттөн улакан шулай билеген адам бар деп сага келсе кагыз, сен барып боламсың или сен де оймайжаксың бармага ошондо? Я не думаю, что кто-то запретит именно как частному лицу, а как от организации, я не знаю. То есть, честно сказать, я не в курсе вот каких-то запретов, вот от вас впервые слышу, может такое есть? Мен сага жолукканда айтармын, сага жолугарбыз. Бир айланганда сөйлөрбүз. Айтаганым, менин бир аз заман ичинде 3 запрет болду да. 3 запрет болду. Официальный келene кагыздар барма койма. Али olay Türkiye zatlарына işlemeye, zat etmeye purşavlık bolan mı, bolmay mı sizge de neçiktir bulay? Bargamsız bir samaklatga. Например, şu Международный Türkiye Akademiya bilan Nursultan'na da o бар mı bu связыгыз? Bulay barma koymaysa bu neçikete kompüter bilan tavalak, internetten tavalak, bulay связыгыз бар mı? İşleyimsiz barçı? Честно говоря, у меня с казахскими коллегами нет такой прямо связи плотной. И слышал, что какая-то такая организация есть, но никогда с ней не сталкивался. Если особо не ездил. Мы говорили о каких-то международных конференциях, я был за границей 2 раза на различных конференциях по этнографии и так далее. Это не производилось университетами, проводилось один раз архивом Баку, а другой раз университетом. Таких организаций, которые вы говорите, называются, с ними я, к сожалению, пока не сотрудничал. Может, в перспективе будем сотрудничать. Не знаю. Моя жена ездила, кстати, по литературным вопросам как раз вот с такой организацией. И у нее никаких проблем не было. Это было, правда, в 2017 году. Что там за 5 лет? Ну, сейчас ахырынчы заманын айтаман да, мына шу жылдын ичиндеги затларын айтаман да, мен шуда бир зат болуп тур. Айтаганымда бирче иштеп, бирче жол таап, ал она менчи сиздин имик булай нече айтайм, ученый ояктан заты мен сүйүнөмүн, сиздин имик адамдар бар, оны эмерик адамдар барчы, заты али Хосаровны скердигисиз. Затка бек улуу ишет турган яштар бар. Это, я даже считаю, это не благодаря, а вопреки вы работаете, барчы, на зат орчу нечейте, на энтузиазм деп айтам нечейте, затка булай болуп калат, вопреки. Айтаганым, булай биздин булай али бир мен эчтемен да шулай айтса Türk milletlerde şu organizasyonlarda bulay razı neçeyteyim işlemeye bir şey edip biraz bilmeyeyim ben ne olsa da biraz kıyılıklar olabilir. Ofitsialni çakırganda da kıyılıklar olup kaladı. Onun için айтағаны bu bizim bu neçeyteyim talsta sumlardan payda yok. Ben bilemem. Pası biz neydi. Sen айтаған koyda простой халқына yüreği kova urta var. Bizim bu akçı bokşası olan adamlardansa сам сталкивался с этим делами. Айтағаным отдельный шулай затлар чакырганда да барма коймой коечу. Башка жакта, короче, кайсы жактан да бу чатак салынат да, şu заттар бар да. Да, возможно, это возможно такое явление имеет место быть. Просто я в этом некомпетентен, не могу вам сейчас ответить, что там юридически происходит. Если есть вопросы по истории, я бы ответил лучше вот по своей. Микаэл, баракалла сизге, дагы берейик башка яшка сөз, соң Нурьяна Арсланова да тарткан ел колун. Нурлкон, это шу кырымлы улан, беригиз сурагыңызды, микрофонуңузду ягып. Ассаламу алейкум. Азамат, изну булса тарихчыбызга сурауымды орус тілде бережекмін. Берегиз. Я хотел вот 2 вопроса, да, насчет, знаете, современной историографии, которая преподается в школах и вузах, она более политизированная, и местами там пропаганда, да, формализм такой. Но если вы так являетесь независимым историком, у вас будут большие проблемы в общении с такими официальными историками, как называем. Второй вопрос насчет истории тюрков в истории Руси. Да, мы знаем, что при Петре она как бы стиралась и искажалась сильно. Вот мы видим старых, как я сопоставляю картографию из современной историографии,
И там везде, вот, видим, вот, Гран, Тартария, Гран. Вот. Великая Тартария, то есть, что это за государство, я вот недавно выяснил, это западные послы, торговцы, купцы обозначают так Золотую Орду, Тартарию, который вот, Московская Русь как бы является продуктом, да, мы знаем, что Золотой Орды. И я хотел узнать ваше мнение об этом. Ну, во-первых, вот этот формализм историографии, который в школах и вузах, и второе, вот история именно западных тюрков в истории Московской Руси, которая стиралась и искажалась после Петровских реформ. Спасибо. Да, это насчет того, что есть ли какие-то препятствия и так далее. Скажем, что скорее не препятствия, нет поддержки, как говорится, такое. Я себя никому не противопоставляю в науке. Ну, скажем, мы развиваемся в параллельных мирах, где-то пересекаемся на каких-то мероприятиях, нормально общаемся, но академическая наука, она немножко закоснела местами. Я не говорю не потому, что какой-то альтернативный историк, я именно тоже опираюсь на источники, занимаюсь этим, как бы наукой именно опираюсь на источники, но вижу, что очень много там и чиновничьего элемента стало очень забюрократизировано. Они сами от этого страдают на самом деле, от требований, которые их навязывают и так далее. Есть такое. И сами иногда возмущаются в частных разговорах, но в итоге там получается то, что получается. Что до второго вопроса про Петровский. Вы знаете, при Петре Первом особой историей никто не занимался. Российская история. Это уже сформировалось позднее, во второй половине XVIII века, в начале XIX века. Вот работы Ломоносова, Карамзина, они сформировали современный образ истории России. Скажем так, не всегда он верный, да, не всегда он верный. Прошлое Золотой Орды принижало историю Крымского ханства, игнорировалось там Казанского ханства, во многом игнорировалось Астраханского ханства. Но от этого постепенно избавляются. Еще в советское время появилась замечательная работа Худякова по истории Казанского ханства. Недавно появилась прекрасная работа по Илья Зайцев по Астраханскому ханству и по Крымскому. Хотя, честно сказать, про Крымскому ханству, мне кажется, еще много-много писать, и огромное число источников не введено в оборот. И вот хорошо, что есть иностранные ученые. Вот я знаком лично с польским ученым Даришем Каладжевчиком. Мы в Махачкале встречались. Он писал как раз работу о Крымском ханстве, о отношениях с Польшей. Там огромный пласт истории, на самом деле. Взаимоотношения Крымского ханства с Польшей, с Данией, с Швецией. У них обмен посольством был. Это сейчас вот на самом деле за границей. В основном, я вам больше скажу, сейчас историю кумыков, язык кумыков активнее изучают за границей. В Турции то же самое. Более активно изучают, чем у нас на родине. Есть такой замечательный историк, например, Ибрагим Бюльбюль, вот, из Турции. Молодой парень, 40 лет ему, читает по-русски, читает по-османски. Вот этот парень для истории кумыков делает огромную работу, публикует свои работы на турецком языке. И про торги у него есть отдельная работа. И по истории кумыков 16-18 века у него большая работа есть у него. Его кандидатская диссертация. Он докторская. По нашему кандидатскую, по нашему докторскую. У них сначала докторскую пишет, потом доцентскую. Он пока немножко отошел от этой темы, но мечтает вернуться к ней. Да. На самом деле, мы говорим, действительно, в России в учебниках есть такие моменты, отрицать не могу, у замалчивания истории тюркских народов. Но есть и объективные ученые в России, очень много объективных ученых, на самом деле, которые пишут правду. Насчет они изучения, просто да. Насчет изучения языков, вот я как являюсь тюркологом, да, вот последние 10-15 лет я изучаю западно-тюркские языки. Это началось с книги Махмуда Кашкари, но, правда, Махмуд Кашкари особенно изучал восточно-тюркские языки, но это было как начало, да. И вот я в интернете нашел дореволюционные материалы на разных вариантах куманских языков, включая вот кумыкский. Вот исторические песни кумыков, например, написанные на арабской графике, я сейчас это изучаю, очень интересно.
там пословицы, поговорки и вот споры вот, этих деятелей Шахмурзы, Аджиматов и там Акаева, там написанные вот на арабской графике. Вот я вот изучаю вот эти все интересный материал очень. Замечательно. Кстати, у нас с Исмаилом Хармурзаевым, моим другом и коллегой, есть совместный проект. Мы хотим издать книгу по переводов и транслитерации, и переводов от этого кумыкского аджама 19 века, те материалы, которые не издал это Гасан Нарузаев. У него есть 2 тома у Гасана Нарузаева, но много еще не издано. То, что мы нашли в 19 века материал, мы их, Аллах Бюрса, ведем в оборот. И вам будет еще что читать. И Гасана Мадрасовича книги тоже рекомендую. Они есть в интернете. И те, которые, и та, которую показывал, дагестанские исторические сочинения. Тут на кумыкском языке есть тексты. И другие его работы есть в интернете. Так, у нас есть еще много проектов. И по топонимике у меня тоже есть. Кстати, есть говорят, еще... по топонимике в Крыму, кстати, фиксировался Бушевым, по-моему, или Бушаков автор, топоним Кумуклар-Атар. А у нас есть много топонимов, связанных с Крымом. Не только Бахчисарай, там Крымча, Айры и так далее. И многие кумыки имеют крымские корни. Есть крымские татары, которые имеют кумыкские корни. Да, по большому счету, у нас много корней. Да. Это там, такая малая история. Там все впереди. Все впереди. Нурьяна сұрау бермеге сүйемеді. Вроде тугул. Сүйедірмі сұрау. Ярай. Олайымса Руханият Мусаевадан бұлай сөзлер. Бары этеген ишлені саялы Баракалла Юсупқа. Популяризатор истории деп айтмаға ярай. Бұлай сұрау. Яңыз Юсупқа да тугул. Нечік ойлашасыз? Барыбызда харакат етіп, құмық етіне двор етіп болабыз му? Bir butik отель емек, туристлер үшін, elni axtaruvchilari uchun Mag'achqaladan yiroq tugul bir yurtda da yaray. Шулай so'rov. Taklifda yemik. Да, очень правильные слова. Например, это, можно сказать, очень правильное вот мнение. Такое. Мне очень понравился этот вопрос. В свое время вот работник из Академии наук Лейла Капланова, вот она с Карабатахкента, она говорила, что не прочь отдать дом под такой набор. Не знаю, как она сейчас к этому относится, но вот именно Карабатахкент, мне кажется, оптимально для этого подходит рядом с Махачкалой. Если кто-то сделал бы такой надвор, там, развил бы эту тему, было бы замечательно. Туристы приезжают толпами. Вот я работаю в историческом парке, вот мы рассказываем, например, про какие-то исторические объекты в Аварии, в Даргине, в Лизгинских районах. Все это замечательно. А вот то, что у нас у кумыков, мы мало этого касаемся. Хотя у нас есть что показать, о чем сказать, но мы это не можем, как говорят сейчас, раскрутить. В том числе создать какую-то логистику, карту таких объектов, откуда куда ехать. Вот этнодвор будет в Карабатахкенте, где-то еще, не только надо в Карабатахкенте, и в других селах тоже, крупных селах делать, привлекать людей к себе. Вот замечательный мост есть, Бетаульский, Нижнем Казанище, много других таких объектов в Индирее, в других наших селах, в Кайкенском районе, там каменная баба с киевского периода, и старинные дома у них есть, которые не тронула это, условно говоря, вот современная цивилизация. Есть что показать на самом деле. Ну вот надо это. Вот, кстати, о Кайкенском районе. Вот есть такой еще замечательный подвижник, историк Камал Камалов, кандидат исторических наук. Он издал книгу «Родной край» о Кайкенском районе. Кроме того, он на свои средства, не густые, небольшие средства, строит музей истории села в своем селении. Это подвижник, тоже работяга, и вот тоже один из тех людей, благодаря которому наша история еще жива, развивается. От руководителя движения Ор-Даража такой вопрос. Да? Юсуп Магомедович, салам алейкум. Мы находимся на рубеже 21 века, и, соответственно, мы наблюдаем за вами и за вашим творчеством в социальных группах, в особенности на площадке Фейсбука. У меня вопрос. Вот вы показали несколько книг про Султанмута и Кумыкский архив. Как вы думаете, не пришло ли время подумать над редакцией и составлением книги «История кумыкского народа», чтобы потом это пособие ввели в школьную программу для нашего будущего молодого поколения, которое практически не знает свою историю, и когда затрагиваются вопросы истории, чтобы молодые люди могли правильно апеллировать с оппонентом. И еще второй вопрос. Не пришло ли время создания Совета кумыкских историков в связи с активизацией так называемых псевдоисториков из других регионов?
которые стараются неправильно истолковывать настоящую правдивую историю нашего народа. Два вопроса в одном. Да, постараюсь ответить. Во-первых, да, такая книга необходима, причем и научная, и, вот как он сказал, учебник, да, вот такой, может, какие-то брошюры. Я даже знаю ребят, которые над чем-то подобным работают. Но это сложная проблема. Мы можем работать, мы можем написать, но в школу этот учебник не ведут, я вам скажу. Нету там особо такого, не то что предметы, там историю Дагестана урезали там до невозможности, до нескольких часов, чтобы историю отдельных народов там изучали, такого точно нет, такого не будет, во-первых, и часов нету, детей загрузили до невозможности по 7 уроков в день, их мозг уже даже не сможет воспринимать это. К сожалению, учебная программа для этого не предусмотрена. А так книгу надо, и вот чтобы краеведы как-то это, может быть, факультативно как-то рассказывали, может, на уроках истории 5 минут, 10 минут посвящали истории своего родного села, родного края, родного народа. Пока вот таких условий для этого нет, чтобы эту книгу изучали. А так написать, конечно, можно, нужно. И я знаю, что работы в этом плане ведутся. Этих ребят надо поддержать. Что еще скажу вот по второму там насчет организации. Совет. Вот мы говорим, совет. Мы вот, ой, никто. Кумыкские архивы мы как раз создавали вот группа товарищей. Кумыкские архивы создавали группа товарищей. Ну, мы создали организацию Кумыкское вольно-историческое общество. Туда не только историки входили. Вот, например, туда входил автор этой обложки, наш замечательный, и входит, да, Магомед Малакаев. Ну, мы, правда, не так активны в последнее время по разным причинам. Главное — загруженность. Мы все загружены, очень сильно загружены работой. Как говорится, хлеб насущный тоже требует. А так, да, было такое вольно-историческое общество, издавали, были проекты еще издания, продолжение. Ну, пока застопорилась работа. Надо, конечно, такое что-то организацию создавать. Не только для того, чтобы кому-то ответ давать, а потому что мы вместе, когда вместе люди, они аккумулируют энергию, они развиваются, идут вперед. Об этом еще Сунь Цзи писал 2000 лет назад. Тут, знаете, еще сыпятся вопросы. Два связанных друг с другом вопроса прилетели. Да. Вот смотрите, первый вопрос – это шамхалы и другие правители кумыков сами были кумыками или арабами, персами? Это один вопрос. Да, по происхождению их коротко нужно ответить. И второй вопрос от Артура Тимирханова. Салам алейкум, что можете рассказать о надписи на могиле Эльдар Шамхала на кумыкском языке в Лакском Кумухе? Что там написано? Ну, то есть происхождение Шамхалов, и вот связанный с этим вопрос про надпись. Тимирханова как зовут? Артур. Я его, к сожалению, не знаю. Это гениальный парень. Это гениальный вопрос. Мы об этом скажем. Вначале о том, что вы затронули. Как определяется этничность человека? Она определяется его самоосознанием. Если эти люди говорили, что они кумыки, они говорили, что они кумыки. Пусть даже они говорили, что они арабского происхождения или какого-то другого. Они кумыки, на самом деле. Это определяется самоосознанием человеком. Не набором генов. У всех людей, у всех народов разнообразные гены. Ну, какие-то племена, которые от одного человека происходят, мы об этом говорить не будем. Лев Гумилев, к которому можно по-разному относиться. Я с ним сам во многом не согласен в большинстве позиций. Но он сказал одну интересную вещь про происхождение народа. Как нет человека, происходящего от одного предка, каждый человек происходит от отца, матери, дедушки, бабушки, так и каждый народ, он такое смешанное происхождение. Это раз. Из разных людей разные происхождения, которые вот объединились во имя какой-то цели. Вот из них состоит. Во имя какой-то цели, которую они считают святой целью, священной целью. Об этом еще Эрнест Ренан сказал, что нация – это плебисцит, который происходит каждый день, проходит каждый день. Так что они называли себя кумыками, значит, они кумыки для меня. А вот кто они там были по происхождению, там их предок там, в 7-м, 50-м, 60-м колене, вы знаете, никто не может сказать. Вот в 7-м колене еще можно сказать, а в 60-м колене, ну, Адам их был предок, как и наш общий. Так, с точки религии и науки, как бы, тоже все люди происходят от некого единого корня. А по второй части вопроса, который назвал гениальный, вот это вопрос в большей степени к моему другу Исмаилу Ибрагимовичу Ханмурзаеву. Он занимается переводом этой надписи. Действительно, она написана не на каком-то тюркском абстрактном языке, она написана на кумыкском языке. Да, в начале 17 века на кумыкском языке в селении Казикумух. Да, есть такая надпись. Эльдар Шамхала. К сожалению, статью он так не опубликовал. Я говорю, все время подстегиваю, делай, парень, делай, то делай, это делай.
Все он медленно делает, очень медленно, но качественно. Будем Мен надеяться, что... булай сурауну берген едим бу Гази Кумуклук уланга, о тарихчи ДГУну биттирген. Мен огар сурай едим. Я нечик бола сизин атларыгыз Будай Сурхан ханлар деп атлары, Кумук атлар, түрк атлар. Сиз айтасыз, олар лаклар болган, туура күйдеги бир затта болман, изоляцияда яшаган болган. Нечик шолай тамгада болган сизде? O ayta o zaman bunna o nechik hali zamanna orus til qollana. O zamanna da qumuq tilde qollan edi. Şolay atlarda taq edi. Amma men oğar cevapta berip bolmayman. Men tarixçi tugul, men orus atlanda bermeymişçi biz özübüzge orusça söyleyimsek da. Şolay momentleri de bar. Tek bilmemen. Men oylaşan kuydegi bizim tuğra bulay bek güçlü kuydegi aralığыбыз бар. Gazi Gumuklar bolsun, Tavullar bolsun, başka milletler bolsun. Biz barımızda, kanımızda bir, ruhudabız bir dep oylaşaman. Neçağıda hali bir-birimiz bilan bulay yabışıp haplaymışsak da tek tamurlarımız bir dep oylaşaman. Siz onu oğar ekspert tugulsuz, men bilemen, olay teren zatlaga. Tek интерес булай ойлашмага зат бар. Ну, во-первых, конечно, было большое число смешанных браков, особенно между аристократией. Это тоже надо учитывать, и между нашими народами, безусловно. Что до имен, то даже вот одно из первых шамхалов звали Ахсибар. Это имя тоже вполне звучит по-тюркски. Это вот жил на рубеже 13-14 веков. И вокруг него имена тюркские, там вот его ближайших с ним шамхалов, там Бугдай, потом Улакай и так далее. Очень много тюркских имен, и если там даже в 13 веке такие имена, то уже я не знаю. Значит, очень долго мы были в моде. И дай бог, чтобы мы были в моде всегда. Что еще сказать? Bir dağı bulayza taklif sizge İbrahim Mahtibekov'dan. O ayta sizge kömek etip olacak bizim proyektimiz Umuk Sözlük. Bu kitaplarınızı verstkanı etmeye suyamsağız. İbrahim ağay, к вашим услугам. Bir dağı bulay taklif va sizden razılıkны almaya suyabız. Sizdenle va sizin katınızdan dağı cuma gelegen cuma razı musağız siz ekkigizde veriliş etmege Nuryana Arslana bulan. Şolay taklif. Razı musa o da çakırabız. O razı musa men ihtiyar berecekmin. Allah buyursa, Allah buyursa. Bir dağı bir sorau, zamanınız var mısa bir dağı bir sorau? Var mı? Булай зат бар. Тоже от Ордаража сообщества. Еще вопрос глобального плана. Мы можем весь остаток жизни заниматься и историей, и наукой. Это все нужно самообразованием. Учитывая архибезобразное состояние нашего народа, нужно ли в эти тяжелые времена в народе и во всем мире создать совет старейшин кумыкского народа, который в силу состава умма принимали правильные судьбоносные решения для кумыкского народа? Мен билмеймин, сизге бул суроолор нечикте историкке имик байдалууму? Тек кыскача боласыз огарда жаап бермеге нечикте. Ну, такие советы... Я за то, чтобы такие советы были в каждом селении, а там в целом для народа это уже вопрос. По-моему, такой совет старейшин существует. Функционирует ли он? Это другой вопрос. И как историк, вот я больше занимаюсь все-таки научными вопросами, а вот такие социальные вопросы, они несколько слишком очень широкие, и не успевая физически им тоже заниматься, загружен на самом деле и работа, и научные интересы, и другие моменты своей жизни. В каждой жизни вот много. Вот одного человека нам все не хватает. Поэтому в полной мере я не могу на этот вопрос. А так я считаю, что в каждом селении должны быть советы старейшин, именно самых достойных, не самых старых, может быть, но самых уважаемых, достойных за свои труды, за свои дела, за свои поступки. Термер Газык Осетиядан Зелимхан кол көтерди. Bir байрактары да бар. Билемсиз onu? Да, менин курдашым Зелимхан Дадов. Уже почти 20 лет знакомы. Микрофонуңузду ягып, Зелимхан, салам алейкум. Сурооңузду бериңиз.
суроо берип боламысыз? Микрофонду яксаңыз сөйлөп болажаксыз. Хата болуп баскандыр о микрофонго. Микаэл агай, алайымса сиз сөйлөгүз. Hali bir toponomikani eskirgening sen birinchi toponomika meni ko'p sevman. Men o toponomika degan zatni men armiyada surishtiganni 85-yildan beri SSR'ni aylanib kelmay tushdi-da. O zaman barganda qarayman da toponomический ondan varsan o Rigada surishti etdim, so'ng Kushka, so'ng Xabarovskga, o даже Xabarovskga chiqqanda da toponomическийga qaraysan, buncha men anglayman, buncha men bilaman deb-da. Hali bir zatni sorma so'rayman. Shu военный kartalar barcha aldida o'tgan hali bar zatda, bu военный zatda toza kuyda saqlanadi. Topografический kartalar deydi ular. Военная топография. Şonu bilan заниматься etgan adam var bizde şu Sultan zamanından ki может kalmaganlar. No Petr Первин zamanından beri kalganlar vardır. Hal men например bizning Qazma degan yurtga herisi bir interpretatsiya etdi. Son bir yazık 90'ncı yıllarda Orus kitabını görsetti. Petr Pervin'in kartası var onda. Onda ulu özüm var Qazma deb yazılganda. Alda Aqtaşga, Quruğa Qazma deb aytib olganda. Zatqa şu bizde военный топография bilan şu заниматься etgan var mı adamlarımız bizim muqlar qaragan? Я изучал карты, в том числе военно-топографические, именно на предмет топонимики. Но чисто с точки зрения топонимии. Скажем, какие-то географические объекты, их размещение, перемены, они менялись. Бывало, что села меняли место, русла рек меняли свое направление. Вот этой конкретикой, вот этими подробностями, а это огромный объем информации, я этим не занимался. В целом я скажу, что, конечно, на все человеческих сил не хватает. Нет. Я таких людей лично, вот я не знаю. А так надо, очень большой объем карт, постоянно находим новые и новые карты. Вроде есть молодые ребята, которые этим увлекаются, интересуются. Да, вот недавно нашел морскую карту интересную, там Колодкин автор тоже вот начала 19 века. Есть много чего, вот, того, что раньше не было. Я бы сказал, что сейчас, благодаря развитию интернета, вот этих новых технологий, огромный пласт кумыкской истории вот нам вернулся и стал доступен. И сейчас, чтобы подчеркнуть эту информацию, не обязательно даже довольно большой объем информации, не обязательно даже зарываться в архивах. Хотя в архивах очень много информации. Вот именно топонимику значительно я подчеркнул именно из архивов, из фонда 105, посвященных сословно-поземельной комиссии Кумыкского округа, то есть Хасавюртский округ, тогда назывался Кумыкский округ, вот территория современного Хасавюртовского, Бабаюртовска, Новолакского, вот это так называю, как бы сейчас, который называется, Казбековского, и вот части Кизурского района, она называлась Кумыкский округ. Вот в его материалах много топонимов нашел. Там и про Казма было, да, про Казма очень большую работу пишет Мавлетхан Муцалханов, не знаю, на какой стадии эта работа. В Владикавказском архиве много материалов тоже я встречал про Казмаву. Да. Ну, там в основном больше такие уголовные дела и так далее. Похищение невест, разборки вокруг этого. Попадалась информация. Алайымса, bu вопрос деген адам сорамағы сүйедір сұрауыны. Аты жоқ. Микрофоныңызды яғыз, сұрауыңызды беріңіз. Бермеге сүйемсаңыз. Меня слышно? Да, слышно. Меня зовут Алибек. Вот Магомедович, наверное, меня знает. Да. Хотелось бы спросить Юсупа Магомедовича, вот каким образом шамхальство было встроено вот в систему государственную Золотой Орды. Я знаю, что вы этим занимаетесь. Вот, и такой вот, второй вопрос, но не совсем даже вопрос, но просто как бы по желанию, что вы высказались. Вот насчет вероятности нахождения какой-то шамхальской столицы до Казикумукского, условно скажем, периода истории вот этого государства. Такие у меня вопросы. Да, это сложные вопросы. Сложные, я знаю этого парня, это профессионал своего дела.
Алибек. Так вот, хорошо, что у нас есть такие ребята. Да, наша история очень тесно связана с Золотой Орды, историей Золотой Орды. Вот наша ранняя история, вот, может быть, не совсем ранняя, средняя история, вот средневековая, по крайней мере. И в самой Золотой Орде фиксируется такой Шамхал, Шевкал. Они нас говорили, вот русский документ Шевкал, сами тюркский народ Шаухал. В связи с разгромом Твери упоминается Шаухал. В связи с происхождением известного русского рода Загоскинов, дворянского рода, упоминается Загаря Айбулатович, Шевкал Загаря Айбулатович, то есть Шаухал. Много имен связано с Шаухалом. Есть еще титул Крым-Шамхал, вот Крым-Шамхал в Карачае. Видимо, был такой титул Шаухал какой-то, или имя, от которого произошел титул. Вот имя вот титул короля, он происходит от имени Карл. Возможно, что от какого-то первого Шаухала произошел титул. И где-то они играли определенную роль на окраинах этого Золотой Орды. Толком эта история не раскрыта. Вот были еще Карачебеки, вот Эрпелинское Карачебекство. Я о нем тоже писал, и у меня статья есть. А вот именно история Шамхалов, она еще покрыта мраком. Вам, молодым ребятам, есть над чем работать. Что до первой столицы? Вот говорят, вот Джулат упоминал. Эвлию Челеби как одну из возможных столиц. Джулат это ныне находится в северной, вот на стыке Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Это точно сейчас не... Мне Саиди, вот Хамурзаев, он же Саид Ярбаш, утверждал, что это находится на территории Осетии. Я глубоко так именно не копал. И вот надо сесть за карты, чтобы рассмотреть это. Но это связано, вот, возможно, с западными нашими кумыками, перскими кумыками. Почему вот в этом Джулате, в Татартупе, Эвлий Челеби встретил кумыков в то время, в 17 веке, и встретил кумыкские надписи. То есть даже в 17 веке вот там жили кумыки вот, в Джулате. Потом жили в Джулате, вот, упоминают в начале 18 века русские путешественники. То есть какие-то связи есть. Ну, сам Челебина ссылался на какие-то источники, на рукописи, которые, к сожалению, нам пока недоступны. Ну, будем работать, даст Бог, и они нам попадут в руки. Таким образом, таким образом, не надо все валить на Исупа Магомедовича. Вы, молодые, тоже работаете. Я все не могу охватить. Работаем в этом плане тоже, поэтому и спросил. Да, ну вот история терских кумыков тоже уходит корнями в глубину веков, а то некоторые вот, этнографы вот, высказывались о более позднем появлении в 19 веке. Это немыслимо сейчас, учитывая сведения Эвлия Челеби. И только Челеби. На самом деле есть такое попытки, скажем, уменьшить кумыкскую историю, срезать ее. Это делают, кстати, не научные работники, а, ну, может быть, они остепенены сейчас научными какими-то степенями, но изначально это были люди с определенными намерениями, скажем, кумыковскими намерениями, националистическими, к сожалению, намерениями, которые утверждаются за счет другого народа. Вот, скажем, вот такие люди есть. К сожалению, да, они должны держаться подальше от любой науки. Ну, вот этот вот наплыв, вот возвращение кумыкской истории, вот как Юсуп подчеркнула, он как раз-таки сильно вот препятствует подобным направлениям деятельности. Вот, и сейчас вот можно констатировать, что вот и история ранняя история шамхальства тоже уже приоткрывается постепенно. Ну, Юсуп Магомедович знает. Да, вот пользуясь случаем, обращаясь к кумыкской общественности, вот Алибеку помогите, на самом деле, в научной работе и так далее, и в другом. Это наша восходящая звезда, Алибек. Реклама этигиз, оқоймыз сізде не етеген яштыр. Реклама этигиз бізге айтыңыз, аңлатыңыз. Это будущий кандидат юридических наук, и Аллах буйрса, будущий доктор исторических наук. Юрист. Аллах буйрса. Ну, очень радует, что у нас есть вот такие люди, как Юсуп Магомедович и Азамат. Они двигают народ вперед. Вот. Очень правильно слово, Азамат. Да. Ну, валейкум ассалам, продолжаю слушать с интересом. Да, надеюсь. Спасибо. Интересно, да. Хорошо. Спасибо большое, Алибек.
порывается, вот, видимо, Зелимхан, я не знаю, вопрос задать все же. Да, пускай. Салам алейкум, Юсуп. Валейкум Азамат. салам. Да, Зелимхан. мені yok kardeşim. Да, нечкис, да, Зелимхан. Темир Азарасай, Осетия, Моздок. Спокойно. Нечкис күйгіз алыс. Allah'a şükür yaşayız. Да, сени да, нет, вспоминаем, скиребис, как у тебя в гостях был. Да, уже немало времени прошло. Да, приезжай к нам тоже. Вот он на наше мероприятие посещает, кстати, это молодец, очень Залимхан. Да, очень активный парень. И я хотел как раз Залимхан спросить, вот, наверное, как ты занимаетесь историей, там, продолжаете дело нашего друга Саида Ярбаша. Вот я знаю, Куразов что-то делает, Исмаил, по-моему. Да, Исмаил, да. Да. И ты тоже сам начинал диссертацию по терским кумыкам, но так не завершил, я понимаю, жизненные обстоятельства. Но надеюсь, что ты найдешь человека, который эту тему продолжит, разовьет и доведет до конца. Это нам нужно. Да, время. Заман Тиметевс. Ой, мен. Исуп, такой вопрос. Вот Павлик Оханом насчет резиденции, о восстановлении резиденции Шамхалов-Тарковских. Где-то еще было фото с Шейх Саидовым в горах, в Таркитау. Они вроде бы хотели восстановить резиденцию Шамхалов-Тарковских. Да. Был такой проект у Камиля Маяцхалиховича Алиева и Хизри Саевича Шахсаидова. Насколько я знаю, это дело по каким-то причинам доведено не то, что даже до конца, да, вот даже не было начато. По-моему, финансированию что-то было связано. Подробности я этого момента не знаю. Последний раз я об этом слышал в начале 2018 года. Больше я об этом не слышал. Из уст Камиля Маяцхалиховича. Кстати, пользуясь случаем, вспоминая Камиля Агая, скажу, вот и Кумыкское научно-культурное общество, которое позволило впервые кумыкам посмотреть на себя своими глазами, а не вот чем-то чужими и так далее, систематизировать нашу историю. Вот 10 лет назад вышел такой словарь, Кумыкский энциклопедический словарь, вот порекламирую, вот под редакцией, главный редактор был Камиль Маяцхалихович, и под моей в том числе редакцией. Вот много тут вошло материалов по истории кумыков. Конечно, с тех пор много еще материалов вошло в оборот благодаря интернету, благодаря новым публикациям и архивным исследованиям. Но как бы то ни было, свою роль это словарь сыграл. И он тоже, кстати, вышел благодаря финансовой поддержке Умарасман Гайбулаевича. Умарасман Гайбулаевича, вот нашего Гаджиева. Так что это, кстати, о спонсорской поддержке, я вот вспомнил, да. Надеюсь, вот и среди терских кумыков они люди состоятельные, появятся такие люди, которые продолжат, да, дело. И Саида Ярбаш, и Аббас Дациев очень много работал, он большой умница был, я его тоже знал лично, неоднократно встречался, тоже большой труженик и подвижник. Вот я знаю, книга Даулетова недавно вышла, тоже работа идет, молодцы наши терские кумыки тоже. Не надо сетовать, не надо говорить, что у нас люди не работают, слава богу. Просто нету центра, который аккумулировал. Вот возвращаясь к вопросу, который озвучил вот недавно вот другой вот человек, один из предыдущих. Надо все-таки, наверное, какую-то организацию создать, и будем в перспективе мы ее создадим, наверное. Что-то, как бы она там ни называлась. Один из главных там, он кандидат исторический. Нет, он тоже историк, кстати. Не кандидат, но он доктор по-своему, да. Он тоже молодец, он директор школы, работает, воспитывает молодежь, да. Исуп, вот вопрос по учебникам, вот по истории. Да, вот, допустим, каждый директор, допустим, у меня, да, в школе, 1000 детей, 1030. Вот на уроках родного языка, неделю 3 часа мы даем, с 1 по 11 класс. Учебные пособия с 1 по 4 класс, это вот, ну, все наши учебники мы из Дагестана, да, вот, соответствует ФГОС, начальная школа, а с 5 по 11 класс учебников нет, старые учебники. Вот в рамках родного языка мы можем даже, вот, неофициально, ну, с интернета аламами, допустим, историю села, Кезля, Шамхайства, бар учебник, то, что у нас есть. Ушле, вот Беревс, Айтавс, дагестанская литература проходите, и историю кумыков, допустим. Вот, язык, это может любой учитель родного языка и директор. Неофициально. Да. Да,
Этме Но вообще, была. Да, да, это не проблема. это Да. тоже желание зависит, я полностью согласен. Просто я говорил о каких-то юридических моментах, Да, а если есть желание человека, всегда можно да, найти. была, да. Это можно сделать. Спасибо, Даже вот, вот, что... Да. да, по закону даже вот сейчас прокуратура нас проверяет. Вот, допустим, мы не имеем права сейчас с теми учебниками, которые у нас есть, с 5 по 9, по 11 вести занятия, потому что это 16 года, старый, и из-за этого издательства нет в федеральном перечне. Вот по этому поводу я даже писал письма в Министерство образования Республики Дагестан. И вот я выкручиваюсь тем, что я показываю им вот письмо Министерства Республики Дагестан с перечнем учебников, по которым они занимаются. Да. Я когда звонил в министерство, я говорю, а вас прокуратура не проверяет? Ну, у нас столько языков, столько народу, то Вот прокуратура закрывает. Да. Поэтому здесь нам... Да, понятно. Это очень серьезная проблема и очень ярко тут интересно, что вопрос об этом поднимают терские кумыки. Вот нам много нужно научиться у терских кумыков. Вот патриотизму, вот умение отставить свои интересы. Я знаю, маленький народ относительно вот Осетии, вот терские кумыки имеется в виду, процент соотношения, но твердо отставить свои интересы. Вот наши учителя тоже должны этот вопрос почаще задавать в министерство. И не только учителя. Учителя, они вот зажаты учебным планом, требованиями. Это должно поднимать. И вся кумыкская общественность должна поднимать вопрос о том, что были изданы учебники кумыкского языка с 1 по 11 класс, новое издание, и чтобы там, кстати, отражалась и история кумыка. Вот туда можно на кумыкском языке включить актуальный материал по истории кумыков, про известных людей с яркими рисунками. Я думаю, Агарагим Агай и другие наши авторы вот, с большим удовольствием и большой компетентностью это могут сделать. Главное этот вопрос поднять и решить наконец. Очень много о нем говорил и Руханят, вот, Атаков и другие, но пока его он и не там, к сожалению. Большое препятствие, видимо, там есть на этом пути. Надо делать. Ну, молодцы, вот Заримхан молодец. Да. Юсуп агай, заманыбыз былай узак болду дагы, тек мен сизге айтайын бир затны. Былай карайман мен, адамларыбызны көп сораулары бар. Сизге туура берген сораулар. Адамларны арасында тарихке нечикте касты бар, билмеге тарихни билмеге касты бар. Ва сиз этеген ишигиз бек халкка пайдалы иш. Көре турасыз сиз өзүңүз, окоймайсыз энд, сораулар бере токтомай. Осаялы бу площадка, кумук сөздүк площадка, сиздин нечикте ушулай диалогка чыган площадка болмага ярай. Боламсагыз каст этигиз бираз көп чыкмага, биздин булан лакыр этмеге. Ва көресиз, сиз этеген иш бек пайдалы иш. Болаган чакы тарихи байлаулуу проектлерни жүрүтүңүз, китапларны жазыңыз. Аллах Таала көмөк этсин барысына жашоого чыгармага ушу проектлерни. Ва сизге акырынчы суроо, нечик яраулар, алгычлар берип боласыз халкыбызга, жахиллеге, улуулага, сиздин ойлоруңуз нечиктир? Да. Мне очень приятно, что такое большое внимание к моей персоне, к моей деятельности. Благодарю за это. Баракалла сизге барысына. Что до моих пожеланий, то как говорится, хранить то, что нам досталось от предков. Я не говорю вот в неизменном виде вот какие-то традиции, но лучшее, что нам остается, мы должны сохранить. Не худшее, а лучшее. Это во-первых. Во-вторых, материальному, духовному наследию большое внимание уделять. Вот я говорил о Хусареве. Я знаю, с ним один раз очень такой случай произошел. У них в мечети украли Коран, рукописный 17 века, а он подавал заявление в милицию, над ним милиция смеялись. Что за книга, зачем книга это нужна? Вот не хочу, там, конечно, есть и умные люди в органах, слава богу, но и вот такие тоже есть, которые не понимают ценность духовного наследия. Наверное, им родители не объяснили, что это наше достояние, и надо вот своих детей воспитывать, уважение к своим корням, к своему духовному материальному наследию, к старым зданиям, архитектурным памятникам. Это не просто какие-то строения, это памятники нашим предкам, памятники их трудолюбия, выносливости, стойкости, мужеству. Не только здания, но и книги, это памятники их мудрости. Я вот говорил имя об объектах 17 века, есть произведения 18-19 века наших авторов.
на высоком уровне, я бы даже сказал, на уровне высокой культуры. Я говорил о городской культуре кумыков, я могу сказать о высокой культуре кумыков. У нас огромный багаж, нельзя его стесняться. Это стесняться своего наследия, это преступление, нам есть чем гордиться, нам нужно его развивать, нам нужно его сохранить. Сохранить и развивать это в данном случае одно и то же. Мы должны опираться на это и быть теми, кем нам завещали наши предки. Да. Нам стыдиться нечего в этом отношении. Да. Имеется в виду, да что там говорит, стыде? Держимся за корни и растем дальше, как любое крепкое дерево. Вот, чем глубже и крепче корни, тем сильнее ветви этого дерева. И народ сильнее будет. Я так считаю. Это, может быть, мое мнение как историка, кто-то другой скажет по-другому, но мое мнение такое. И думаю, Аллах Бурса так и будет. Я не пессимист, я верю в будущее нашего народа. Мы часто идеализируем прошлое, говорим, 100 лет назад, 120 лет назад, 130 лет назад было лучше, 200 лет назад. Но тогда тоже были испытания. Наши предки никогда в сахаре не жили, были стойкими, боролись и побеждали. Вот и нам это завещали. Юсуп агай, баракалла билдиремен сизге. Алибек, сиз комментарий бермеге сүйөмүз, баян бермеге сүйөмүз ушу сөзлерге. Ну, я, пользуясь случаем, вот как раз зашла речь об архитектуре. Вот, ну, есть в интернете материал по кумыкской архитектуре, в частности, вот статья в Википедии, в том числе при моем активном участии она создана. Вот, ну вот почаще обращайтесь именно к этой энциклопедии. И, ну, вот эта вот статья «Кумыкская архитектура», ну, по сути, вот собрали все, что имеется вот про кумыкскую архитектуру именно в рамках этой статьи. И впоследствии, вот, ну, вот при участии, надеюсь, и Юсупа Магомедовича, Юсупа Агая, мы вот когда-нибудь, возможно, если будет поддержка, вот соберем результаты научной деятельности в единую книгу, которую вот как раз-таки это к вопросу об учителях наших школ сельских. Соберем это все в единую книгу и, ну, вот, возможно, будем распространять среди молодежи кумыкской, потому что, ну, наверное, Юсуп Магомедович согласится, уже очень большая присутствует необходимость в едином издании такого вот учебного, да, возможно, даже в виде учебного пособия единой истории кумыков с сохранением хронологической последовательности. И Аллах Бурса, вот мне и Юсупу удастся как-то вот это все осуществить. Да. Вот. Да, вот это мой товарищ. Хотел добавить. Да. Да. Кстати говоря, продолжение этой темы истории, вот я считаю, что можно делать и с Алибеком отдельно, потом по какой-то теме. И Исмаилом, вот Хан Мурзаем, очень, я думаю, назрела передача Исмаил про наследие, вот это, про Ташау Гаджи, про других наших деятелей, каких-то именно религиозных. Мы много материала с ним подготовили, отдавали в различные энциклопедии. К сожалению, не все вышло, надеюсь, когда-нибудь выйдет. Вот так. У нас есть много, на самом деле, историков, и не только один. Может, они менее социально активны в соцсетях, поэтому они не на виду. А так работа ведется. Да, и спасибо им всем, и всем, кто этим интересуется. Баракалла билдиремен Юсуп агай сизге де, бизге тыгнаган адамларга да, Аллах разы болсун барыгызга да. Бүгүн бир аз узак болду биздин берилишибиз, 2 саатка жуук. Бул рекорд деп айтып боламан мен. Сиз булай сиздин акыңызда мен ва Ибрахим агай информациянын жаагына сиз нечикти айтадыңыз? Моя скромная персона. Мен айтаман, скромный болуңуз, амма факт есть факт. Сиз бизге тарык адамсыз. Туура айтаман, har zaman айтаман. Шу биздин берилиштерибиз туура айтылган халкыбыз көрсүн деп. Шулай иш жүрүлө.
Шулай зат бола. Это не бахвальство, это не хвастовство, это просто констатация факта, то, что ваш труд, он нужен нашему народу, и не только нашему народу, это достояние всего человечества, история. Поэтому продолжайте, пожалуйста, творить, продолжайте, несмотря на все трудности, жизненные обстоятельства. Если есть какая-то с нашей стороны возможность вам помочь или как-то, чтобы наш ресурс был рупором ваших идей каких-то и полезностей, пожалуйста, просим, да, как бы давайте вместе делать. Аллах буйырса görüşербиз келеген жума. Разиликни берсеңиз сиз вакытыңыз ону булан жолугарбыз берилиште бек интересный хабарды болор. Аллах буйырса görüşербиз келеген жума хамис күн. Да. Сау болуңуз. Хош келдиңиз барыгызда. Аллах разы болсун. Сау болуңуз. Сау болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.